это некоторые вот неудобства. Вот, это организационный момент. Так, ну, теперь, ну, Виктор Данилович, вы готовы, да, начинать? Вы говорили, у вас занятия, вы говорили, у вас занятия, так что вам даю вообще по существу, по философии. Сейчас не покажу, да? А? Вы уже выступили? Нет, мы только начинаем. Так, Евгений, это работает, да, микрофон наш? Работает, да? Хорошо. Тогда, мы начнем. Виктор Данилович, пожалуйста. Тогда он с микрофона будет, да? Вам как удобнее, с микрофоном, без руки? Можно и так. Тут трибуна как-то у нас не там стоит. Очень удобно. Так, Виктор Данилович Михайлов, доктор философских наук, профессор, академик духовности Республики Саха-Якутия, профессор Якутского государственного университета, да и профессор кафедры философии Якутского научного центра. Пожалуйста, Виктор Данилович. Уважаемые коллеги, да, тема философии Чернышевского. В общем-то, как бы там, конечно, закономерно было бы начать биографических сведений, вот, когда, что, когда, где родился, чем он занимался, какие-то, как мазками показать личность Николая Гавриловича Чернышевского. Но я сам виноват, что нарушил, попросил выступить первым, потому что сессия идет, к сожалению, и магистратура, после обеда занимающаяся, где-то там 3:30 начинается занятие, аттестационное мероприятие по магистратуре. Поэтому я должен к этому времени отчаять. Я так понимаю, что регламент у нас достаточно жесткий, а Чернышевский настолько крупная фигура, глыбина, как говорят журналисты, что никаким образом его философские взгляды не уместить в 15-10-минутном выступлении. Поэтому я хотел бы с вами поделиться, вот именно поделиться с некоторыми соображениями по поводу его философских взглядов, выборочно. Есть хрестоматийные вещи, что Чернышевский является философом-материалистом, очень близко подошедшим к диалектическому материализму, дальше ушедший от антропологического материализма Фейербаха, и где-то располагали его между Герценом и Марксом. Вот где-то он занимает такое место. И говорили о том, что он в понимании философии был монистом, одинаковой степени опровергая господствующий в те времена идеалистический монизм, объективно-идеалистический монизм и субъективно-идеалистический монизм, который набирал обороты. Вообще говоря, в те времена многообразие точек зрения просто зашкаливало, и каждый предлагал, в общем-то, свои варианты решения. Тем более, что информация к размышлению в виде немецкой классической философии уже имелась. Конечно, имея перед собой наследие Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Фейербаха, достаточно было рефлексировать над этими источниками для того, чтобы создать достаточно оригинальное философское видение мира. Так вот, Николай Гаврилович Чернышевский был крупным журналистом. Хотя скажу, что в те времена
все мыслители были пишущие. Все мыслители имели в виде рупора, в виде высказываний, в виде трибуны не столько университетские кафедры, а сколько массовые печатные издания. И они очень много писали. Чего не скажешь о нынешних философах, у нынешних ученых как таковых. Они оказались страшно далекими от жизни, от народа. Страшно далеки. Почему? Потому что эта активность, журналистская активность, просветительская активность не стимулируется никаким образом. В свое удовольствие, как хобби, приходится выступать популярными лекциями, выступлениями, участвовать в различных круглых столах. Это никаких баллов не приносит. А современное поколение достаточно прагматичное. Если это не дает никакого навара, зачем париться? Потому аспиранты потому и не подошли, вероятно. Да, поэтому я вот советую, я всегда говорю, что академическую науку вы убьете своими руками. Потому что налогоплательщик перестанет платить вам деньги. За дармоедство никто не платит. И в глазах общественности вы неизвестно, чем занимаетесь. Может быть, чаи гоняете. Никто не знает, чем вы занимаетесь. Ни популярно, ни научно эти сведения и результаты ваших трудов не видят. Так вот, в отличие от всего этого, Чернышевский очень много писал. В каждом свежем номере газет и журналов статья Чернышевского. Очень много писал. И этим самым он подготовил достаточно крепкую базу для того, чтобы заниматься развитием, совершенствованием той философии, которая господствовала. Потому что, как сейчас говорят, модное слово, был информационный повод. При этом другого способа увязывания какой-то абстрактной такой философии, где-то там метафизику, как говорил Аристотель, у него не было. Он пошел от жизни, как говорится, да? А тут это человек, вокруг человека. И вот в философии антропологический материализм является ключевым. И он, в отличие от Фейербаха, дополнил свой антропологический материализм. Что такое антропологический материализм? Это рассмотрение все окружающее через призму телесного человека, конкретного человека, а не абстрактного человека. То есть постигать мир через человека. И эти результаты, как говорится, представить на пользование человеку. Все вокруг человека. Это стало возможным только тогда, когда он совершенно там занимался конкретными такими вещами. Он изучал жизнь. Журналист – это тот, который увязывает общество и власть. Увязывает. Соединяет их. Дает знать чаяния, требования, возмущения, горести, радости народа через печать властям. Эта функция сохраняется по сей день. Поэтому он увидел, что нужен антропологический подход. Но в отличие от Фейербаха, который созерцательным оказался этот материализм, хотя была задумка преодолеть созерцательность до марксовской философии, но ему это не удалось. А Николаю Гавриловичу Чернышевскому, мне кажется, удалось. Почему? Потому что он антропологический материализм, антропологический подход дополнил учением об разумном эгоизме. И вот изюминка или там ноу-хау Чернышевского заключается в том, что антропологический материализм может жить
и действовать только тогда, когда его дополняют учением об разумном эгоизме. Что такое разумный эгоизм? Вот в современной интерпретации, допустим, да, современной интерпретации, разумный эгоизм – это такое плодотворное понимание, то есть ключ к плодотворному пониманию гражданина, гражданского начала. Гражданского начала. Кто такой гражданин? Гражданин тот, который заботу о себе, любимом, воспринимает как заботу о других. А вот заботу о других воспринимает как заботу о самом себе. Вот эта взаимосвязь начинает срабатывать. Если я общее место пользования в виде там лестничной клетки или там целиком там дворика убираю по собственной инициативе, я это не считаю, что, как говорится, восполняю пробел или там для других стараюсь. Я же вам чищу там дворик, я же вам услугу сделал, а вы и прочее, прочее. Нет, он воспринимает это как на себя, для себя делает. На худой конец для собственного самоуважения, самоутверждения и для удовольствия своего, что он осознает себя как человек. Поэтому гражданское начало, когда, как говорится, социальная ориентированность государства начинает ее ломать, к сожалению, так? Потому что это, в конце концов, приводит к иждивенчеству и потребительству. Когда говорят «дай», никаким образом он от себя отрывать не хочет. Ну и есть слова Джона Кеннеди, который тоже, когда выступал, как говорится, массовая аудитория, особенно вот молодежи, в каком-то университете, он сказал: не думайте о том, что должна вам дать Америка. Думайте о том, что вы можете дать Америке. Золотые слова. Поэтому вот это и есть разумный, в общем-то, эгоизм. Да? Эгоизм. И это у Чернышевского проходит красной нитью. Эта вся тематика, проблематика и Чернышевский не был бы актуальным, если бы мы сейчас где-то с нулевых годов, в начале 21 века, в России вслед за мировой общественностью начали активно переходить к антропологическому пониманию, антропологическому подходу, или участвовать, или стать активным участником антропологического поворота. Это уже заметным становится. Почему? Потому что и во времена Чернышевского, да и во времена эпохи Возрождения, эпохи Просвещения, они, продвинутые мыслители, видели совершенно другую картину мира, центром которой, центр мироздания ставится человек. Все вращать сквозь призму человека необходимо посмотреть. Ради его блага необходимо трудиться. Ради все то, что творилось, делается для того, чтобы человек устойчиво развивался. Устойчивое развитие человека и общества, общество человека, человека и государства является, в общем-то, высшей ценностью. Сейчас устойчивое развитие по всем каналам разрабатывается. Потому что вне устойчивого развития блага ни индивидуального, ни общечеловеческого быть не может. Поэтому сохранение устойчивого развития является благом. И в этом плане общим знаменателем, конечно, является человек. Вот сейчас мы пытаемся внедрить в сознание и поведение подрастающего поколения очень простую элементарную вещь.
это владение, вернее, это наличие собственной позиции, собственного видения. Или, как Михаил Ильич Николаев призывал в свое время, надо научиться жить своим умом и своим трудом. И наши вот либеральные демократы и продвинутые защитники гражданского общества, защитники, правозащитники, они говорили, ну, вот сейчас этим Мамардашвили говорит, за нашу и за вашу свободу. Если кто-то будет ущемлен, я не могу назвать себя свободным человеком. И борьба за свободу других означает борьбу за собственную свободу, за свободу позиций, за свободу высказывания. Поэтому свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот это взаимоувязывание и есть антропологический подход. Причем, когда говорили, что права человека приоритетны, имеется в виду не абстрактный человек, а конкретный, живой и реальный единичное существо, у кого свои проблемы. И в этом отношении, вот по отношению, вот выступал Владимир Путин на съезде Единой России. Краткое выступление было. Ну как бы приветственный адрес или приветственное слово. И он краеугольным камнем, и журналисты это заметили, и заголовки вынесли. Он говорит: перестаньте опускать партию ниже плинтуса. И не хамите. Золотые слова. Руководящая партия не должна оказаться ниже плинтуса. И руководящая, направляющая сила общества не должна хамить народу, потому что у нее ответственность другая. Это может позволить себе Владимир Владимирович Жириновский. Так? Партия, которая, как говорится, спойлером постоянно там это самое пребывает, это у него позволительно. А для руководящей партии, извините, он должен вести людей и в точку глядел. Антропологический подход – это не лозунги «все во имя человека на благо человека», а забота о конкретном насущном потребности. Вот о чем писал Николай Гаврилович Чернышевский. Вот что он это самое хотел добиться, когда призывал к топору. Понимаете, к топору он призывал. Крестьянская революция. Ну это понятно, что пролетария-то как такового не было. На кого возложить надежды на то, чтобы реализовать все эти идеи? На крестьянство. Но это Ленин в своих работах неоднократно раскрывал двойственную сущность крестьянина. С одной стороны он хозяин, с другой стороны работник. И вот такой разорванном сознании он не может быть до конца последовательной революционной силой. Он в лучшем случае завоюет себе участок земли и на этом остановится. Все, баста, ребята, я больше не игрок, я больше не участвую. На мировую революцию он не способен. Вот у него есть свои интересы. Посев, так, уборка, скотина, семья, дети, хозяйство. Все. И на этом его революционный порыв заканчивается. Это была ошибка Николая Гавриловича Чернышевского. Это совсем другой коленкор. Но в заключение скажу, что Николай Гаврилович Чернышевский актуален как никогда. Поэтому мне кажется, что его труды надо включить хрестоматии и списки проработок. Ну, я утилитарно назову, да, поскольку и студенты, и аспиранты обычно там занимаются первоисточниками. Шкурка выделка стоит, коллеги. Я уверяю вас, я вот проходил ее в студенческие, два замечательных доктора философских наук, специалиста по русской философии учили меня, в том числе Петр Федотович Никандров,
доктор философских наук, автор учебника по русской философии. Ну, они очень много рассказывали, да, но тогда как-то этот самый диалектический исторический материализм затмевал, и его взгляды по сравнению с этим казались как бы там мелковатыми, как-то неактуальными. Оно не решало как бы там задачу мировой революции, там, задачу научного коммунизма. Оно не решало, и философия выполняла утилитарную задачу быть служанкой политики. И в те времена эти вот какие-то абстрактные, достаточно такие глубокие, но не актуальные рассуждения или несвоевременные мысли не были востребованы. Поэтому как-то там верхоглядством так и прошло. Теперь же, когда весь мир перешел к антропологическому видению мира, антропологической картине мира, в конце концов, да, но это, кстати сказать, но раньше это эпоха Возрождения было антропоцентризм, теперь же гуманизм, уже гуманизм более активный, нежели антропологическая картина, антропоцентризм. Недостаточно центр мироздания ставить человека как природного существа, как пыталась это делать Фейербах и же с ними, и в начальном этапе Чернышевский, а гуманизм, имея в виду сострадание. Гуманизм – сострадательность, сострадание всему того, что происходит вокруг человека в данном обществе. Поэтому и в образовательной системе антропоцентрические парадигмы образования выдвигаются на первый план. Но мы немножко отстаем. Все еще у нас центристская система образования, для которой важным является социализация и профессионализация. Так? Это как бы там это самое полезность обществу. Это, как говорится, раньше думая о родине, потом о себе, не увязывается никакими своими частными интересами. Это не есть хорошо. А на самом деле ко всему этому необходимо пойти с разумного эгоизма. Мы должны формировать разумный эгоизм в интерпретации Николая Гавриловича Чернышевского. Поэтому Николай Гаврилович Чернышевский действительно стоит того, чтобы его широко отмечать его юбилей, он того стоит. Это один из замечательнейших философов России-матушки. Я его высоко ставлю, чем Владимир Соловьев, да? Николай Александрович Бердяев, да? Не при всем этом. Он еще не до конца оцененный мыслитель. Его время пришло, понимаете, его необходимо выдвигать на первый план. Вот с этим я закончу. Спасибо. Может быть, вопросы есть? Да, спасибо. Вопрос, да, пожалуйста. Хороший тон задан для разговора. Да, пожалуйста. Валерий Валерьевич Лемов. Не являлся ли Чернышевский родоначальником перехода от человека-раба к сверхчеловеку? Некий переходный этап. Я бы согласился с вами. Так? Но, знаете, он был, конечно, там младшим современником Маркса. Но в переписке, я не знаю там биографии, может быть, кто-нибудь, кто изучал, скажет там, переписывался, общался ли письменно Марксом Энгельсом или нет. По всей видимости, нет. Потому что Павел Васильевич Анненков, ну, еще чуть-чуть пораньше живший, он в переписке состоял. Кстати, Маркс очень хороший, это письма, да, это переписка, вот такая, особенно для исторического материализма и для философии истории как таковой. Там очень четко Маркс разъясняет, что есть что. Поэтому, действительно, вот переход. Почему? Потому что логически сказавший А, надо говорить БВГД, обязательно переводит к идее сверхчеловека. Другого пути нет. Вообще, когда человек исключительно через свой личный интерес рассматривает на все происходящее, то у него появляются совершенно другие установки, которые реализовал Фридрих Ницше. При всем при том, Фридрих Ницше считается
величайшим гуманистом. Парадоксальная оценка. На самом деле он презирал слабых, убогих, нищих. Понимаете? Это что означает? Мы говорим, это же человеконенавистничество. Он говорит, умирающего подтолкни. Не помогай. Что такое, говорит? Вообще христианство это уходящая натура. Христианство жалеет и жалеет. Когда человека жалеешь, он становится слабым. Слабым становится. Надо, говорить, его как бы, насильно пинком под зад поднимать и поднимать, подвигать и подвигать на ногу, чтобы он своим трудом и своим умом жил, понимаете? А у нас что? Ну хорошо, там еще вопрос. Пока еще может появиться. Спасибо. Спасибо большое. С Виктором согласен, я не очень полностью согласен насчет Чернышевского как философа. Как мы сидим, вот он сидит. О, да. Да, вот Ломоносов, Чернышевский, Белинский. Честь и хвала. Да, вот, значит, это плеяда, это великих людей российских, русских мыслителей относится Чернышевский. Это точно. Вот. Редко поднимаем голову. Ну вот, это неспроста. Там Ломоносов видим. Да, рядом с Ломоносовым. Ну, видите, Вот такая оценка. Но и как философа тоже, Виктор Данилович, я с вами полностью согласен. Действительно, ведь когда мы говорим о русской философии, как бы, когда обязательно мы Бердяев, Флоренский, Соловьев и так далее, да, но русская философия это не исчерпывается. Я тоже в своей работе, вот и такого материалистов, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Герцен, вот, значит, это материалисты. Сейчас вот, когда в нашу эпоху либерализма, мы в большей степени в русской философии понимаем это и религиозную философию, и идеалистическую, что, конечно, это другая крайность. Забываем, значит, вот это материалистическая основа, фундамент нашей вообще духовности, российской, русской вообще нашей духовности. Вот это действительно непростительно. А вот как философ именно, тут уже отдельную конференцию можно было бы организовать. Как я не говорю, то вообще в центре русской философии был Чернышевский. Такую оценку дал. Это 19 век. Хорошо, значит, было бы очень здорово о философии дальше бы, но у нас еще другие. Чернышевский это как философ не исчерпывается. Он еще и великий писатель, литературный критик. Может быть, как писателя, сейчас мы похарактеризуем, да? Так. Тем, чтобы несколько дополнить в целом о нем. А по революционной демократии у нас отдельное, кстати, мы выступление не подготовили. Вот, это уже в будущем, наверное. Пожалуйста. Ну, тема моего доклада, не доклада, а короткого, наверное, выступления, связана с знаменитым романом Чернышевского «Что делать?». Это 1863 год. Книга была написана всего за 3,5 месяца, причем примечательно, что она была написана сидя в Петропавловской крепости, в тюрьме. За 3,5 месяца, и вот 4 апреля он подписал, этот роман был закончен. И интересно, ну, почему он еще знаменит, давайте к этому обратим к этому моменту внимание. Этот роман был на протяжении нескольких десятилетий включен в школьную программу по русской литературе. И, по крайней мере, все, кто учился в советской школе, читали. Говорят, не так давно из списка основных произведений классической русской литературы он был исключен. Вот, не знаем, интересно, какая была мотивация для исключения этого романа. Между тем, говорят, сейчас его в школьной программе нет. Нас в 9, по-моему, классе заставляли читать этот роман. И я вспомнил просто своего учителя в 9 классе, которая была удивлена
моим недовольством 4-м сном, моей реакцией на 4-й сон Веры Павловны, где была вот фантастическая описание. Я его специально вчера посмотрел и перечитал. Слушайте, это нечто очень свежее, оказывается, да? Почему-то вот в советскую эпоху это было, вот я его читал, получается, в 88 году или 87 году, 9-10 класс. И вот, да, я возмущался, что за ерунда, что за алюминиевые здания, да, что за вот такие странные общие дома, где люди живут и поют песни, убирая хлеб. Да. Но, а почему они могут петь, он там написал? Потому что за них работают паровые машины. Посмотрите на поле, да? И там раскинулось еще полог, над полем тень, и люди поэтому получают удовольствие от такой работы. И потом они, посмотрите, вечером идут в этот дом, сделанный из стекла, бетона и вот этого алюминия, почему-то он алюминий часто упоминает, и они там вместе едят. За общим столом трапезничают. Вот такой у них был такой. Это, кстати, в литературоцентричной стране, как Россия, такие произведения действительно становились моделью для воплощения в реальности. И говорят, вот как раз, по-моему, в Петербурге за основу была взята эта картина, описанная в этом романе, и появилась эта коммуна. Я вот название уже не помню, но она просуществовала там несколько лет, по-моему, в Петербурге. Дальше, почему он еще знаменит, да? Интересная история вообще появления. Несколько глав появилось в журнале «Современник», где Чернышевский был автором. Но почему цензура пропустила? И я вот специально посмотрел вчера вот эти интернет-каналы, и там на одном из каналов была такая интересная информация, что цензор положился на следователя, а следователь положился на цензора, когда передавали в этот журнал его рукописи по главам. То есть они поленились и не прочитали. Но после того, как только роман был напечатан, увидели и сразу запретили его, и весь тираж попытались изъять из продажи. И после этого, говорят, вручную переписывали, а этот роман достаточно толстый, он вот там где-то стоит, вручную переписывали, и это была, говорят, настольная книга на протяжении нескольких лет у всей радикальной молодежи, российской молодежи. Нет, говорят, такого гимназиста, который бы в молодости с 14 лет не прочитал бы этот роман. Владимир Ильич Ленин очень любил этот роман, особенно он, говорят, ему понравился после того, как был казнен его старший брат Александр, его повесили. А любимым романом Александра как раз был роман «Что делать?». И после этого, вот Ленин сам прочитал, он особого впечатления не получил, но после того, как казнили его старшего брата, он снова обратился к этому роману и получил новое впечатление от того, что случилось. И поэтому постоянно пропагандировал вот этот роман и был его апологетом. Русская классика, говорят, позавидовала бы Чернышевскому, потому что этот роман очень хорошо издавался. Говорят, российские классики в тиражах очень сильно проиграли по сравнению с тиражами именно этого романа. Вот у нас здесь, вот сейчас нам показали библиотекари, здесь есть уникальный вот этот роман 1906 года, где еще кириллица была старорусская, да? Посмотрите, вот он там стоит. Относительно стиля, что я хотел сказать. Ну, относительно стиля многие литературные критики были недовольны. Говорят, что этот роман был ходульный, подчас даже пошлый. И вот появлялись такие еще выражения о том, что даже слог русского языка там часто нарушался. Ну, давайте вспомним, в каких условиях писал Чернышевский. Времени, видимо, у него было мало. Он, может быть, его слоги поджимали. Наверное, он не мог делать такие литературные правки. Но, с другой стороны, вот я вот просто могу сам свое мнение добавить. Скорее всего, это был больше идеологический роман. Не роман, посредством которого, как инструмента, человек что-то пытается достигнуть, истины пытается достигнуть, докопаться до чего-то, каковыми являются многие классические романы. А этот роман как бы был манифест, это стала настольная книга. Поэтому, конечно, идей у него было очень много, и он этими идеями пытался
делиться. Сам по себе жанр – это любовный роман. Там даже есть любовный треугольник. Интересно, такая историческая справка. Сами знаете, что вот Владимир Маяковский и Лиля Брик были любовниками. У них еще был любовный треугольник. Там был муж Лили Брик, Иосиф Брик. И как-то Лиля Брик говорит: ты Маяковскому подсунь-ка вот этот роман. Он, видимо, его читал. Нет, он не читал. Маяковскому этот роман очень понравился. В этом романе дается совет, как разрешить возникший конфликт в любовном треугольнике. И там написано. Ему роман очень понравился. Вот, говорит, не надо там стреляться, не надо там рукоприкладство применять. Оказывается, интеллигентные люди могут спокойно эти конфликты любовные разрешать. И этот совет там как раз в этом романе, как в произведении показан. Там еще, почему, может быть, роман не очень нравится с эстетической точки зрения, там много вставок от первого лица, вот там есть, появляется собственно мнение автора Чернышевского Николая Гавриловича, там есть такие упоминания от лица проницательного читателя, там есть еще какие-то такие метафизические герои, там дама в черном, еще что-то там появляется, которые по мере развития романа меняет свой символический образ. Очень интересные факты, я тоже вчера подчеркнул, посмотрел в интернете, Дмитрий Быков сказал: мои школьники почитали этот роман и сказали: слушайте, этот роман код. В этом романе, если вы посмотрите, очень много цифр. И есть такая гипотеза, что на самом деле где-то в начале романа Чернышевский упоминает какую-то французскую книгу. И глядя на страницу, глядя на номер, видимо, строки, говорят, можно попытаться расшифровать, что он хотел до нас донести. И этот роман упоминается. Я забыл вот его название, французский роман. Но там очень много цифр. Действительно, если посмотреть, там прямо экономическая бухгалтерия. Сколько чего стоит, вот когда там швейные мастерские открыть, за сколько продавать, какая будет прибыль и так далее. Он это все подробно описывает. Но как-то это не вяжется с художественным текстом. Вот говорят, есть такая гипотеза. Поэтому она вполне возможна. Я просто посмотрел, может быть, вот эта такая жесткая структура, немножко исковеркана, и немножко эстетика из-за этого пострадала, может быть, из-за того, что он что-то пытался закодировать и пронести. Есть такая интересная гипотеза. Да, он в тюрьме писал, поэтому, может быть, действительно... Да. Роман был назван как бы предвестником революционной идеологии, но мы, если не будем в это ударяться, да, мне кажется, вот это по сути же очень свежий модернистский роман, который до сих пор актуален. Вот Виктор Данилович про это хорошо сказал. Когда спросили американских студентов, а это жесткая вот эта философия прагматизма американская, да, они жесткие прагматики, какое из классических русских произведений вам больше всего нравится, они назвали роман «Что делать?». Там все четко, прозрачно написано об отношениях между полами, семейных отношениях и так далее. И вот отталкиваясь от философии Чернышевского, я бы хотел отметить вот такие моменты, которые прозвучали в этом романе. Он как раз заложил вот свои идеи. Это массовое производство, швейные фабрики открывать, швейные мастерские, светские отношения между людьми, уход от этой патриархальности, от этой нашей социокультурной гнета, который в принципе не позволял развиваться вот этим семейным отношениям. Был решен Чернышевским женский вопрос, вот это любовный треугольник. Разумные эгоизм, так, и вот какие. Для того, чтобы обрести счастливую жизнь в социуме, он говорит, надо добавить искренности в личных отношениях. Говорят, он знал 9 языков, кстати. И вот я хочу, пока не забыл, хочу сказать, он дал очень дельный совет. Как 9 языков. До 14 лет учился дома. Папа у него был протоиерей. Он наизусть знал Евангелие на русском языке. И он такой дает совет молодежи, как изучить иностранный язык. Он выучил Евангелие наизусть по-русски
и читал затем в переводах на французском, на английском, на немецком языке Евангелие, и таким образом вот выучил эти языки. Попробуйте, говорят, один из эффективных способов. Наизусть знать один русский текст и потом читать его на иностранных языках. Вот это искренность в личных отношениях, говорят, Жорж Сансон подчеркнул уже в романе «Жак». Кооперативные мастерские, это, говорят, он читал в оригинале Луи Бланжа «Организация труда». И, в конце концов, он оформил неоформленное сознание разночинцев. И в заключение я вот просто для того, чтобы немножко дать практические советы, которые дает Николай Карлович Чернышевский, как обрести счастье семейной жизни. Вот послушайте, для этого нужна трехкомнатная квартира. Для того, чтобы муж имел свою собственную комнату, жена свою собственную. И третья комната нейтральная. Это не трехкомнатная квартира наша современная. У них должна быть комната нейтральная для встречи. Второе правило. Причесывайся и умывайся, прежде чем появиться перед мужем. Муж никогда не должен тебя видеть неопрятным. Третий совет. Надо поменяться ролями. Ну вот здесь как раз он как идеолог жесткого, причем такого махрового феминизма выступает. Он говорит, жена имеет право изменять. Но с точки зрения того, что она, сознавая, что она может и имеет право ему изменить, она ему изменять-то и не будет. Потому что она полностью свободная, и они равноправные граждане. И вот еще и последний совет, он же говорит, живи как на первом свидании. Смотри на жену, как на невесту. И не замечай мелких бытовых, не приумножай, в общем, мелкой бытовой ложи. Вот это у него были советы для обретения счастья в семейной жизни. Вот на этом я хотел бы закончить. Спасибо. Вот в литературе, да, вот в связи, что делать, и разными трактовками, оценками, не попадалось ли такое описание опыта практической реализации идей Чернышевского? Ну, в частности, по четвертому сну Веры Павловны. Организация, где оптимально функционируют новые люди. Я почему-то вспомнил фильм, советский фильм черно-белый, где Вячеслав Тихонов играл, где он там трактористом был. И там у него сон что-то, я вот вспомнил, где вот эти трактора, и они сидят и просто за компьютером управляют. По крайней мере, вот сейчас мне в голову вот это пришло. Это, как-то фильм этот назывался. «Случай в Пенькове». Там огней как много золотых. Да. Вот песня такая. И здесь вот вопрос, почему я задаю. Роберт Оуэн создавал вот эти самые фаланстери. Да? Рудольф Штайнер на основе антропософии создавал школу, вальдорфскую школу. Да? И они всегда искали практический выход. Если Чернышевский не в состоянии, ссылка туда-сюда, там, да, может быть, кто-нибудь из его последователей попытался реализовать в каком-то местечке идеи Чернышевского. Нет, видимо, да? Ну вот про эту коммуну я упоминал уже, да? Она действительно просуществовала несколько лет. Не мудрено, потому что это в России невозможно. Потому что Россия изнутри инициатив по-деловому что-то делать не в состоянии. Да. Видимо, таких информаций вроде бы не было литературы, так, да? Если бы было, описали бы. Да, нет. Конечно, да. И не могло быть, понимаете, вот в чем дело. Вот у меня такой вопрос. Как знаком судьба других романов, «Пролог», «Отбельское сияние» и других? Очень много романов написал. Так? Как бы судьба их... Вот, я вот это подробно на этом не останавливался, но многие его произведения, даже повести там у него не законченные. Кстати, вот это тоже была не закончена. Он там в одной главе пишет, да, и ждет нас свобода. На самом деле, вот говорят,
восприняли действительно свобода, там, социальная революция, но он, говорят, просто подразумевал, что его скоро из Петропавловской крепости отпустят, и он обретет свободу. Да, но после этого... кстати, вот очень интересная идея, так как он был очень человеком тоже чистым и набожным, да, один вот наш российский философ говорит, это загадочная фигура, до конца не раскрытая, и на самом деле у него вот это там и было зашифровано, вот это евангельское послание, по идее. А распятие Христа и воскресение, это, собственно, продолжение этого романа в реальности, когда ему устроили гражданскую казнь и сослали на 17 лет в каторгу, в Сибирь, на вечное поселение. Он просто потом получил разрешение вернуться, да? Вот. Так что вот это тоже интересное вот продолжение. Да, пожалуйста, еще вопрос. Может, один Да. продолжение к дискуссии. Виктора Пелевина «Девятый сон Веры Павловны». Вы знакомы с этим произведением? Я вот уже даже не могу вспомнить. Читал, конечно. Вот, это, по-моему, даже первое его произведение, известное, которое стало. Но почему «Девятый сон», я хотел спросить. Ну ладно. Да. Может быть, потому что дело 4 сна написано. 4. А должно быть 8. И вот этот 9-й сон, вот эта вся история, которая произошла, Я остальные сны, да? Пелевина, она попала, короче, в ад или в рай, в общем, на небо, и потом не оказалось места, и ее отправили в произведение художественное. 9-й сон «Что делать?». И вот эта вся книжка Пелевина вошла в 9-й сон «Что делать?». Вот, оригинально. по его художественному замыслу. Интересно, да. Ну вот эта работа, ведь было в свое время как классической литературы, как, классика русской литературы. В этой серии издана вот эта работа. Потом вы говорите, не рекомендует, да, школа и так далее. Сейчас с программы сняли. Да, ну вот это действительно, это последствия отношений, когда мы уже коренным образом меняем прошлое, да, по разным причинам. И получается вот это классическое произведение, которое классика русской литературы. Этот роман вошел. И вот мы уже начали забывать, уже забыли, может быть, даже его, не говоря уже о его философских трудах и тому подобное. Хорошо. Ну, идем дальше. Все, можно было бы, этому очень много вы советы Чернышевского нам рассказали. Вокруг этого можно было дискуссию, нечего устроить. Но у нас еще, так, имя Чернышевского связано еще с Якутией. Вот 12 лет томится в Илюйской ссылке. Вот эту часть хотелось бы сейчас немножко осветить, попросить наших коллег. Вот Мария Дмитриевна Соколова, директор института проблем нефти и газа. Так, пожалуй, вы начните, а потом начнет вот Павлова здесь, да? Да, вот она здесь, вот, потом она продолжит, может быть. Мария Дмитриевна, пожалуйста. Тема моего доклада звучит так. Чернышевский и Иван Владимирович Кондаков. Но вы все знаете, что сперва я хотела бы немножко сказать о романе «Что делать», тоже некоторые факты интересны. Да? Но действительно, этот роман был как манифест. И в этом романе, вот я как женщина могу подчеркнуть, что он впервые громогласно и очень так действенно проблемы мужчин и женщин обозначил, и это вообще воспринялось россиянами, особенно российскими женщинами, как борьба за равенство между мужчиной и женщинами. Это очень важно, потому что именно с романа «Что делать» многие женщины ушли из семей.
Ведь Вера Павловна, она же сделала фиктивный брак, а потом отдалась революционному движению, как бы, да? Поэтому вот именно с этого романа многие женщины ушли, если им что-то по их разумею, что-то не нравилось, многие ушли и посвятили себя не семье, а посвятили себя общественному делу. Именно поэтому открылись женские медицинские курсы и так далее. То есть женщина у женщин появилась возможность заниматься какой-то общественной деятельностью. И действительно, тут еще один вот такой момент. Значит, действительно, этот роман увидел свет вопреки, потому что действительно написан он был в тюрьме. Цензура поняла этот роман как любовный и пропустила. Вот. И когда его передавали, этот роман должны были передать Некрасову, и когда, значит, вот кто там нес этот роман, он потерял его. И Некрасов написал объявление, что просим передать его на счастье, один чиновник, какой-то человек принес этот роман Некрасову даже на дом. Вот. А цензора уволили, потому что действительно последствия были вообще просто как гром. О нем не тихо шептались, о нем все кричали вот в то время. Ну и вы знаете, что в 1871 году значит, Чернышевский был послан на поселение в город Вилюйск. И надо сказать, что вот присутствие, вообще пребывание Чернышевского на нашей русской земле, это действительно очень важный момент в истории XIX века Якутии. Потому что образование у него было очень мощным. Сам он по себе был человек ярким. Очень много он добился своих знаний путем самообразования, и поэтому он, безусловно, оказал огромное влияние на всех жителей города Вилюйска. И вот в этом плане я бы хотела чтобы вот с трибуны, именно вот с этой трибуны молодым ученым донести, что Чернышевский Николай Гаврилович оказал огромное влияние на семью казака Лаврентия Алексеевича. Значит, оказал влияние на этого человека, и причем он даже в романе «Что делать» говорил еще не только о женщинах. Он еще говорил, что каждая семья должна воспитывать своих детей так, чтобы подростки встали на путь самообразования. Не только, чтобы учителя им доносили, а что для их развития, для их вот общего уровня, для их потом положения в общественную жизнь, самообразование будет очень помогать. И он оказал в этом плане влияние на казака, у которого было 11 детей. И для Якутии в то время, значит, получилось так, что Лаврентий Алексеевич воспитал в своей семье 3 человек с высшим образованием. Это 19 век, это из Якутии послание. И одним, а можно вот, я слайды подготовила, потому что вот я быстренько расскажу, можно вот это, потому что ребятам там не видно, немножко пододвинуть. Да? Видно же немножко, да? Вот. А здесь? Резкость не улучшается, да? А нет, сейчас. Сейчас нам подготовят. Значит, и потому что в семье Лаврентия Алексеевича родился Иван Лаврентьевич Кондаков. Это великий химик XIX века. Это единственный ученый из Якутии,
который имел мировое безусловное признание. Этот человек открыл, значит, синтетический каучук. Что такое синтетический каучук? Вы из химии, наверное, кто-то гуманитарий очень приблизительно знает. Но на самом деле в курсе 10 класса, когда вы проходите органическую химию, то мы прямо начинаем изучать вот с этого, практически с этого вещества, которое называется каучук. Это, значит, вещество, которое служит основой для производства резинотехнических изделий. И вы великолепно все знаете, что самое главное резинотехническое изделие – это шины. Вот представьте себе, что, значит, вот какой вклад внес Кондаков в том, что он сделал, изобрел вот способ получения синтетического каучука. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, Иван Лаврентьевич, он закончил Якутскую прогимназию. Из Вилюйска его отправили в Якутск, он закончил Якутскую прогимназию, потом поступил в Иркутскую гимназию, закончил, и поехал, там заметили его способности к наукам, и он поехал, поступил в Санкт-Петербургский университет и был одним из любимых учеников Александра Михайловича Бутлерова. Но все его, наверное, где-то как-то помните, это действительно родоначальник органической химии мировой. Вот, значит, вот он был учеником этого великого ученого. Значит, и здесь, значит, вот его немного биографические основные, значит, данные. Потом я вам расскажу. И вот это изобретение синтетического каучука, оно входит во все мировые энциклопедии, а химические так уж обязательно. Это вот, кстати, энциклопедический словарь Гауза, вот туда вошел. И вот, значит, в энциклопедии выдающиеся химики мира. И действительно история химии, везде его роль, значит, обозначена. А почему произошло? Можно было бы сделать каучук из... Вы знаете, что каучук – это натуральное вещество в том числе. Вот. Но на самом деле его добывают из дерева гивея. Дерево гивея прорастало только в Бразилии. Вот. Значит, и все это все импорт получается. И на самом деле, естественно, автомобильная промышленность и открытие натурального каучука и открытие резины, потому что натуральный каучук сам по себе еще не резина, вот, значит, совпал с ростом роли автомобилей, да? Вот. И представьте себе, если бы не изобрели это, то как бы мы ездили, какой бы грохот стоял, да, на деревянных, на чугунных там колесах, да? Это невообразимо просто. И, естественно, вот, когда открыли резину, стали обволакивать колеса вот, значит, резиной. Но, значит, мало его произрастало. Сейчас вот самые большие, значит, провинции каучука находятся в Южной Азии, Юго-Восточной Азии. А когда был только в Бразилии. Вот. И, конечно, многие ученые стали изучать состав этого вещества. И нашли этот состав. И вот как раз таки Ивану Лаврентьевичу удалось создать первый синтетический каучук. Дело в том, что вот в нашем в советских учебниках и сейчас переходит, что первооткрывателем синтетического каучука был, если кто-то помнит, Сергей Васильевич Лебедев. На самом деле это не так. Это произошло намеренно, это политическое такое влияние политическое произошло, потому что, значит, Иван Лаврентьевич, он уехал, защитил диссертацию при Бутлерове, но Бутлеров умер,
и ему не досталось хорошего места в Санкт-Петербургском университете. И он поэтому эмигрировал сперва в Варшаву, потом переехал в Тарковский университет, тогда он назывался... Нет. Нет, Юрьевский. В то время он был Юрьевским университетом. Вот. Значит, и создал там одну из самых лучших европейских лабораторий по органической химии. И именно там он, значит, этот способ получения и изобрел. Но потом революция произошла. Вот. И получается, что Эстония, Юрьев и Тарков — это Эстония. Эстония не присоединилась к Российской республике, да? Из состава России вышла, и поэтому, значит, его забыли. Кондакова забыли, а Кондаков не мог бросить свое детище, потому что это же не историки, это же не математики, взять ручку, книги и уехать, да? Это целая лаборатория. Вот. Поэтому он остался там, и здесь о нем как бы и его затерли, а не забыли. Вот как сейчас сказать. Потому что, в принципе, считается, ведь Сталин сделал конкурс по получению, значит, синтетического каучука, потому что Кондаков изобрел способ, но этот каучук, он не обладал хорошей прочностью. Но сам факт, что можно не из дерева сделать, ну не из сока дерева сделать каучук, а именно вот из газа, из спирта сперва его сделал Сергей Васильевич Лебедев. Но вот Лебедев, кстати, он очень хорошо относился и уважал труды Кондакова. Но они умерли в одно и то же время, практически, значит, с разницей в несколько лет. Лебедев умер молодым. Он всегда давал, Лебедев сам давал приоритет Кондакову, но потом, вот действительно, политика вывела так, что как будто бы Лебедев это все и открыл. На самом деле, это открытие было действительно одним из самых значимых в XIX веке. Следующий слайд, пожалуйста. Я же. Вот фотография Ивана Лаврентьевича Кондакова в лаборатории в Юрьевском университете. Крупный мужчина, да. Крупный мужчина. Да, он и был высокий, действительно очень интересный. Вот его ученики. Ну, здесь сплошная химия. Вот, кстати, значит, Нобелевской премии достигли в 20 веке химики, которые сделали способ получения диенов. А в те времена вот его первая книга, которая датирована 12 годом. Лебедев как раз таки изучал очень скрупулезно вот этот труд, повторял реакции Кондакова. Ну и сейчас жить без этого материала трудно. Я просто вот хотела выступить на этом круглом столе, потому что все мы должны знать, какой человек родился на нашей Иркутской земле. Вот моя аспирантка Валерия Павлова, мы с ней, значит, в том году был юбилей Кондакову, мы провели конференцию, на которой было 100 с лишним человек, кстати, вот, с привлечением молодежи, студентов, аспиранты, наверное, многие были, олимпиадники, школьники, и даже был мост телевизионный с Вильнюсской гимназией. Вот, и мы ездили, и сейчас вот как бы задача наша, чтобы мы пропагандировали и восстанавливали историческую правду об этом уникальном в якутской истории человеке. Хорошо. Ну, а сейчас вот Валерий расскажет о семье Кондакова. Потом вопрос, пожалуйста. Добрый день.
Можно слайд? Там. Нет, новый. Это аспирантка Добрый день, института. уважаемые коллеги. К вашему вниманию я представляю доклад на тему «Роль Николая Гавриловича Чернышевского в семье Кондаковых». Вот мой доклад затрагивает именно то веко, когда Николай Гаврилович был в политической ссылке в городе Вилюйске, да, и его влияние. Отец Лаврентия Алексеевича Ивана Лаврентьевича был казачьим пятидесятником, а мать Вера Ивановна была дворянской дочерью исправника Коротова. Большая многодетная семья имела добротный дом с просторным залом и комнатами, и о нем известный в Якутии политцельный народный революционер Иван Иванович Майнов говорит: казак Лаврентий Кондаков нажил торговыми оборотами большое состояние и слыл самым умным человеком в городе. Во второй половине XIX века город Вилюйск являлся центром огромного Вилюйского округа и одним из главных мест политической ссылки. Николай Гаврилович был выслан в Вилюйске 11 января 1872 года. В трудах о Вилюйской ссылке Николая Гавриловича имя Лаврентия Кондакова часто упоминается, и, что интересно, всегда только с хорошей стороны. Николай Гаврилович любил побывать у Кондаковых, побеседовать с хозяином. Он очень верил в порядочность Лаврентия Алексеевича и говорил: из него хоть бы жил и вытяни, а он не выдаст. Бывая часто в Якутск по торговым делам, Кондаков выполнял просьбы Чернышевского. Образованность, его мировоззрение поражали любого собеседника, в том числе и семью Кондаковых. И в своей статье историк-краевед Николай Семенович Миронов пишет, что Чернышевский им настоятельно советовал учить сыновей в России, в Москве или в Петербурге. Как сказала Мария Михайловна, всего у семьи Кондаковых было 11 детей, 8 сыновей и 3 дочек. Интересна биография братьев Кондаковых. Все сыновья получили среднее образование, а 4 из них высшее. Иван первый являлся старшим в семье, его историю мы услышали. Он вписал свое имя золотыми буквами в мировой науке. Но младшие братья от него тоже не отставали. Следующий Степан. Его документы и рукописи хранятся в Национальном архиве Республики. И вот что я нашла в интернете. Из краткой справки мы узнаем, что он окончил Иркутское юнкерское училище и пошел по стопам отца. Служил в казачьем полку. Далее, из документов творческой деятельности видно, что он писал рассказы, песни, стихотворения, печатал статьи. Он в 1912 году в Якутске издал книгу «Путевых заметок» в Приморском крае. Степан Лаврентьевич был человеком, много думающим о жизни, обществе и бытие, разбирающимся в научных вопросах, имеющим материалистический взгляд и энергический склад ума. В частной библиотеке Степана Лаврентьевича была богатая литература по всем отраслям знаний, и в том числе весьма оберегаемая хозяином «Новая Франция», которая раньше принадлежала Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Позже он пожертвовал свою библиотеку городу Якутску. 5-й ребенок Гаврила родился в предварительно 1865 году. Он окончил Казанский ветеринарный институт. 10 июня 1892 года был назначен канцелярским чиновником Якутского областного управления. Вскоре он стал чиновником по особому поручению якутского губернатора. Участвовал в организации знаменитой Сибиряковской экспедиции, исследовал вместе с известными полицейскими быт и хозяйство алепинских крестьян. 6-й ребенок Иван II закончил в 1889 году Иркутский ветеринарный институт в Эстонии. О том, что он около 10 лет работал ветеринарным врачом в Палаше Саратовской области, писал историк Троин. С 1902 по 1910 год работал ветеринаром в Якутии, заместителем областного ветеринарного инспектора. Лаврентий Лаврентьевич окончил курс Санкт-Петербургского университета, имел высшее образование, но о нем мало информации. И дальше о следующих сыновьях известно тоже мало. Петр окончил 4 класса Якутской прогимназии. В
Василий, в архивных документах сохранилось письмо, что Василий Кондаков в 1886 году 6 класса Якутской гимназии со второй половины выбыл по причине, и, видимо, его уход был связан со смертью его отца. Николай учился в Якутской гимназии, он постоянно проживал в Вилюйске, и ввиду неграмотности их матери Веры Ивановны он расписывался в документах за нее. После смерти матери он стал самостоятельным хозяином и с 1890-х годов был учителем казачьей школы. Ну, о дочерях известны следующие данные, что они все вышли замуж. Вот, и на этом спасибо. И в заключение я хочу сказать, что есть роль Николая Гавриловича Чернышевского, да, вот, не только на детей, но в первую очередь на родителей, на Веру Ивановну, на Лаврентия Алексеевича. И вот действительно этот случай, я тоже считаю феноменом, что из одной семьи вот 8 сыновей получили 4 средние и 4 высшие образования. Спасибо. Хорошо, спасибо. Докладчикам Марии Дмитриевны, вот, аспирантки, вопросы будут? У меня такой вопрос. Да, пожалуйста. Когда говорили, что он спокойно, свободно перемещался. Да, ссылка в то время не означала, что они вот сидели в тюрьме, да? То есть выслали именно в такой край, он свободно... Тюрьма без решеток. Да, тюрьма без решеток. Есть даже фотография, где построен Вилюйский остров, где сидел Николай Гаврилович. Ну, он под охраной жандармов гулял. Я поэтому и спрашиваю. Он в тюрьме сидел в Иркутской, да, Александровской тюрьме, да? Но на самом деле он в Якутию был послан на поселение, а не в тюрьму. Нет, поселение так называлось, на самом деле все умирали. Поселения не было. Поселения не было. Почему? Потому что самое комфортные условия жизни в Вилюйске в то время была тюрьма. Это было единственное каменное здание. Вот действительно сам Николай Гаврилович Чернышевский пишет, он общался с населением, с людьми, у них юг там бывал, вот он все говорил, общался и вообще удивлялся, как, значит, могут таких южных люди жить и так далее. Вот как раз наш земляк профессор Романов изучал вот его мировоззрение в этот период, как раз Иван Михайлович. Вот работа Ивана Михайловича здесь есть, как раз он тоже пишет об этом периоде. Действительно, влияние Чернышевского, как раз вот докладчики нам показали, в частности, вот Кондакову Ивану Лаврентьевичу. Вот. Мария Дмитриевна, тут еще один очень важный момент, Мария Дмитриевна, спасибо. То, что вот здесь проблема приоритетов науки всегда есть. Кто является первооткрывателем той или иной теории и так далее, и так далее. Мы историю науки знаем. Лейбниц, Ньютон, когда долгое время спорили, кто является автором дифференциальных интегральных исчислений и так далее. Ну, много таких примеров. А в данном случае вот как раз насчет первооткрывателя искусственного каучука. В большей степени потом действительно о Лебедеве говорит. Здесь вот Мария Дмитриевна историческую справедливость восстанавливает, я думаю, когда действительно приоритет принадлежит Ивану Лаврентьевичу Кондакову. Это действительно вот сегодня вот в этом действительно прозвучала очень ценная научная идея относительно приоритета вот данного открытия. Так. У меня маленький вопрос. Какие-нибудь сведения о педагогических приемах, методике Чернышевского по обучению мальчиков есть? Как он учил? Даже вопрос о том, он, видимо, с младшими еще детьми общался, но в то время, когда Чернышевский поступил на поселение Вилюйск, Ивану Лаврентьевичу было 14 лет.
Он приезжал туда, он мог общаться с ним, наверное, только в летние месяцы, когда каникулы были. А так, наверное, он большее влияние оказал на родителей и опосредованно, что вот этот вот казак послал своих детей куда-то учиться. Вот. И здесь я бы еще хотела бы сказать, что действительно вот роль Кондакова не только в российской науке как бы опустили, да, но еще и в Якутии же мало о нем знают. Поэтому вот в том году мы сделали конференцию, поэтому мы опубликовали в журнале «Наука и техника» в Якутии статью. Потом, как химики, мы опубликовали эту статью еще в нашем ведущем журнале «Каучук и резина». И сейчас надо нам силами собраться и сделать главный удар, потому что, в принципе, ученые, химики знают об этом. А вот то, что в школах... Да, и население, народ должен знать, это действительно. И какая-то гордость, что это должно быть для нас всех. Так, ну вот я поблагодарил Марию Дмитриевну, потому что вот еще раз я хочу подчеркнуть проблему научного приоритета. Но потом вот как раз влияние Чернышевского, ну вот действительно Виктор Данилович очень правильный такой вопрос, интересный такой нюанс, как он общался с детьми, как он. Действительно у него очень общение очень постоянное действительно было. И с одной стороны, значит, он удивлялся, возмущался, как, значит, люди на севере так плохо живут и тому подобное. Там русские, в основном русские и казахи, а якутов где-то было 10% всегда тогда. И вот он якутских юртах бывал. Ну, потом он, его слова, он говорит, и якуты будут жить по совести. Это слова Чернышевского. Потом, когда, значит, общаясь с детьми и так далее, с людьми, он перешел к такому, его слова следующие такие. Якуты даровитее европейцев. Это его слова. Поскольку он говорит, что в школе обычно якутские дети учатся лучше, чем другие. Вот это его влияние тогда, естественно, для населения было тогда огромное, но потом республика, конечно, о увековечении памяти Чернышевского много сделала, конечно. Ну ладно, тут я не хотел бы тут особо распространяться, тут еще просим выступление. Так, да нет, вот. Владимир Петрович я хочу. Это кандидат философских наук, преподаватель Иркутской сельскохозяйственной академии. Побыстрее, потому что время поджимает всех. Вообще курс русской философии в вузах не гуманитарно принято, начинается с 19 века. Ну, это, видимо, сейчас уплотняется в связи с этим. Но также, видимо, это связано также еще с тем, что именно в это время разделение мыслителей на славянофилов и западников, на державников, народников, на приверженцев соборности и народовольцев, революционеров начало складываться в том мировоззрении, то чисто русское, российское мировоззрение, которое потом приведет к катаклизмам как начала 20 века, так и победам середины 20 века и критическому восприятию реальности к началу 21 века. Именно к концу 18 века русская философская мысль, которая зародилась, конечно, намного раньше, уходит уже из лона православия, вот, под вечным светом которого она, в принципе, родилась изначально и начала быть. И вот противоречия вот этого русского бытия приведут к расколу в обществе. А западные, вот, социальные и политические веяния начнут колебать, казалось бы, непотопляемое такое сосуществование в русском духе множественного числа противоречий и расхождений
ведь все-таки единство это лежит в основе русского бытия. Именно с этого времени два вот этих главных вопроса, что делать и кто виноват, начнут становиться локомотивами все общественные мысли. Со школьной скамьи еще учебников советских по истории мы помним, что именно события декабря 1925 года разбудили Герцена, а Герцен, как известно, начал политическую агитацию. Именно никто иной, как именно Герцен, этот самый Александр Герцен, восхищаясь очерками гоголевского периода Чернышевского, пишет об их авторе как новом возмутителе общественного сознания, как о зачинателе нового революционного движения в стране. Он пишет вот своим соратникам: «Новости из России, и не такое узнаете. Да, двигается вперед. Современники говорят обо мне и о Белинском, называют меня автором, кто виноват. Еще запоем мы с вами вниз по матушке, по Москве-реке». В 6 главе Николай Гаврилович Чернышевский с позиции материалиста-реалиста доказывает, что отвлеченной истины нет и быть не может. То есть истина, она всегда конкретна и определенна. Вот он пишет, например, благо или зло, дождь. Это вопрос отвлеченный. Определительно ответить на него невозможно. Иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред. Во многом, конечно, Николай Гаврилович, он предвосхитил теоретиков марксистско-ленинской плеяды, которые доказывали истинность социалистического реализма, необходимость отвлечения от вот этих условностей, абстракций, ратовали за чистоту правды жизни. И вот в своих этих очерках гоголевского периода, он, на мой взгляд, он не очень понял Гоголя. Ведь у Гоголя как было? Гоголь вот говорит, у него была вот эта нерешенная проблема, да? Вот надо быть христианином, надо быть православным и возлюбить свой народ. А как можно любить вот этого русского мужика, который вот, не совсем может быть трезвый, может быть не он грязный, а я должен его возлюбить. И нерешенность вот этого эстетики в конце концов приводит к трагедии самого Николая Васильевича Гоголя. Он пишет: вот вам мужик, вот он безропотный, покорный баловень судьбы, непрекословно подчиненной необходимости. А ты попробуй его полюбить, истинно полюбить, всей христианской любовью. Но Чернышевский, надо сказать о том, что он довольно-таки далек от того, чтобы всех там привязывать там, к общественной жизни. Да? Он, в принципе, он настолько уж, скажем так, вот, как в советское время хотели его показать. И это понимание в нем отразилось вот слова, которые он написал про Фета, известного русского поэта. Фет был бы не свободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь. Но вместе с тем, в другом месте он пишет: поэзия требует воплощения идеи в событии, картине, нравственной ситуации, каким бы то ни было факте психической или общественной, материальной или нравственной жизни. В пьесах нами написано: этого нет. Идея остается отвлеченной мыслью, поэтому остается холодную, неопределенную, чуждую поэтического пафоса. До сих пор вообще остается вопросом то, почему же его арестовали, да? Потом подвергли казни. В принципе, это вызывает до сих пор очень много вопросов. То ли это действительно была эта иезуитская какая-то демоническая сила Костомарова, да, который пишет вот этот пасквиль, в котором пишет о том, что вот, типа, он хотел изменить это слово, и поэтому вот он вот такой-то нехороший, да. И притом, ведь он написал вот этот роман не просто так написал, а дело в том, что были найдены его дневники, а эти дневники он хотел представить как художественное произведение, а не его собственные какие-то мысли. Да? То есть это не я говорю, а мой герой говорит. И тогда для того, чтобы вот привлечь именно к этому, он пишет этот роман, который должен был подтвердить его вот эти художественные какие-то якобы порывы. На самом деле это был его собственный дневник.
Но то, что Чернышевский действительно первым распознал вот этот суть и возможные пути дальнейшего развития либерально-демократической идеи, которые бытовали в буржуазной среде, в обществе, их трагический и разрушительный исход для России, конечно, является исторической правдой. Сам писатель-демократ, который был влюблен в антропологический материализм, Людвига Фейербаха, сын священника, для нас останется, наверное, такой вечной загадкой реалий тогдашней, да и сегодняшней, скорее всего, России. Кажется, что противоречия и идейные блуждания, которые тогда существовали в умах этих людей, они воплотились именно в этой тщедушной такой фигуре бедного интеллигента, вот когда он в очках стоит, да, тогда, когда совершает над ним гражданскую казнь. Сами посудите, начиная от середины XIX века, об этом самом реалистическом таком авторе, с глубокой чувствительной такой натурой, со сложившимися, уже сформировавшимся каким-то вот собственным писательским стилем и чутьем, мы знаем в основном по его утопическому, и как он вначале, кстати, пишет о том, что не очень удачному в художественном плане, несколько небрежному и развязанному произведению о якобы уголовном, о любовном таком треугольнике, да? Даже существовало подозрение, что цензура специально допустила вот эту бездарную подделку от печати, чтобы опорочить его уже прославленное к тому времени имя как писателя, даровитого писателя. Конечно, в утопическом социалистическом обществе Чернышевского мы видим особый, наверное, такой оптимистический потенциал, всегда присущий русской крестьянской общине, мечте о некоем царстве Божьем на земле. Но у Николая Гавриловича все-таки утопия не та утопия, которую мы находим, например, у Томаса Мора или там у Кампанеллы. Да? Она очень узнаваема, она очень русская сама по своей природе. Правда, похорошевшая и избавленная, конечно, от недостатков. Как известно, западноевропейская утопия, если немножко так вот коснуться его, зачастую четко разграничивает эти рамки вот фантазии, выдумки, мечтаний от материальной действительности, что дает возможность им избавиться от диктата чистого расчета и кабинетного какого-то чисто теоретического мышления. А это, в свою очередь, делает утопию все-таки союзницей такой социального прогресса. А в России утопия – это продолжение традиции и русского национально-мифологического сознания, и народно-религиозного православного утопизма во многом выступает как орудие борьбы за новое бытие. Вот почему зачастую вот эта русская утопия превращается в свою противоположность, антиутопию. И с его какой-то строгой регламентацией частной жизни и мировоззрения человека, с тотальным контролем власти над всеми и вся, и тоталитарным мышлением. Вот исследовательница как раз Чернышева, она пишет: «Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшие стереть всякую тиранию с лица земли». В чем же заключена вот трагедия чернышевского человека, писателя, мыслителя? И в этой антиутопии как раз и лежит основа того, что действительно, вот как сегодня прозвучало, оказалось в том, что его невозможно воплотить, эту его утопию, да, казалось бы, очень прекрасную, такую, да, хорошо нарисованную и так далее. Но с этим произведением он затронул самые глубинные вот эти нотки человеческой души, российской души. Именно поэтому многие читатели предпочитали вместо красивой, но пустой формы прекрасное живое содержание. Вместо искусства ради искусства выбирали реальное воплощение практики, естественные, точные науки. Вместо веры в сверхъестественное устремляли свои взоры на веру самого человека, на его дела, на его мысли. Можно ли в таком случае действительно обвинять его в чрезмерном каком-то увлечении такими несбыточными мечтами в борьбе за мистическое будущее? Великий русский философ, мною очень уважаемый Николай Александрович Бердяев, он считал, что задачей русской культуры является не отражение мира, а его преобразование.
Теургия не культур творит, а новое бытие. Теургия сверхкультурна. Теургия – это искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия направляет творческую энергию как жизнь новую. В теургии словно творится плотью. Слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. Начало теургии – это все-таки конец литературы, конец культуры. Теургия, как действие человека, это совместное с Богом богодействие, богочеловеческое творчество. Теург творит жизнь в красоте. Возможно, эти слова можно отнести к Николаю Григорьевичу Чернышевскому, хотя, конечно, он, несмотря на то, что он был сыном священника, нигде не пишет о своем вере в Бога, и наоборот, наверное, мы в советское время очень много находили в нем вот такого атеистического. Зигмунд Фрейд, оценивая свою практическую деятельность, однажды сказал о том, что в этой книге Бога нет. О Чернышевском, о последних его днях, мы знаем от его критиков. Да? И вот, находясь уже на смертном одре, по словам своего секретаря, он упомянул о каком-то своем произведении. Странное дело, в этой книге ни разу не упоминается о Боге. Но это, наверное, мои слова как преподавателя Якутской духовной семинарии больше всего. Да, вот на этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. И у меня вот маленький такой будет сообщение. Да, дело в том, что мы выпустим маленькими вот такими брошюрами все ваши выступления, которые сегодня были. Поэтому большая просьба всем выступавшим оформить это в виде маленькой статьи, там максимум 3-4 страницы, да, и прислать по тому эмейлу, который здесь указан. Хорошо. Она будет выпущена в виде брошюры уже в этом году. Она имеет ИСБН, ББК, у него все будет. И оно будет размещено в Ринзе и Либрери. Это вот... Да. Спасибо. Я вам оставлю. Так, ну вот эти данные... вы раздаете, да? Ну, все мне... у вас много, кажется, хорошо. Вот, это то, что нам надо, конечно, публикации. Все, приказание, до свидания, спасибо за участие. Так, тут мы непременно, я думаю, Владимир Петрович, воспользуемся этим, организуем здесь. Вот эти материалы можно потом и нам обратиться, и непосредственно Владимиру Петровичу по адресу и так далее. Вот. Как раз, подробно, может быть, в ходе консультироваться, вы, если спрашиваете, тогда, пожалуйста, к нам обращайтесь. Тут я хотел бы еще аспирантам дать слово 5 минут, поскольку они опоздали, вот эти докладчики. По идее, мы должны были в начале их, поскольку мы всегда так делаем. Но их доклады, Василий Николаевич Чернышевский, век пути и основные веки жизни Николая Ивановича Чернышевского. О пятом в основном сказано, но я прошу как-то сориентироваться. То, что не сказано, дополнительно вы какие-то моменты интересные скажите, пожалуйста. Василий, пожалуйста. Николаев, да, пожалуйста. Основные вехи, наверное, по логике сначала, да? Можно и так, хорошо. Так, не повторяясь, что тут можно еще добавить? Надо? Нет. Я полностью на вехе скажу. Что говорите? По жизни. Вот я только что сказал. Что не сказано, вы дополните. Вероятно, вы следили. И посмотрим, тоже надо уметь приспосабливаться, как сориентироваться, уметь надо. Когда вот докладчиком все, кто выступает, чтобы не повторяться. Пожалуйста.
Василий то же самое, там, значит, в таком ракурсе готовьтесь. Так, Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 или 24 июля 1828 года в Саратове в семье протоиерея Гаврила Ивановича Чернышевского и его жены Евгении Егоровны. О детях и так далее, что у вас информация есть? О детях? Да. О нем есть? О его детях? А нет, дети были у него, да, Николай Гаврилович? Нашли, нет? Такой Я про жену его знаю, можно сказать. А вот про детей что-то не нашел. А, не нашли? Так, еще что? Ну, его прокламацию. Так. Ну, студенческие годы тогда. Да, можно. Так, вот следующий век его жизни – это петербургский период 1846-1851 годы. Так, 12 июля 1846 года Николай Гаврилович подал просьбу о принятии в университет. И 2 августа начались вступительные экзамены. А 14 августа он уже был зачислен на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. Так, начались занятия в университете, в неделю читалось 21 лекция, и Николай Гаврилович посещал все лекции. Хотя подлинный интерес проявлял лишь к лекциям по всеобщей истории, культуре и по психологии Фишера, и по славянским речам Косторского. Чернышевский был в курсе литературных дел, в это время он зачитывался Гоголем, Лермонтовым, Шиллером. Однако политические вопросы еще не стояли для Чернышевского главным. Главное для него была наука, и это он и собирался посвятить свою жизнь. В этот период в дневнике он делал записи. Бог знает, может быть, из меня выйдет что-нибудь, вроде Гегеля или Платона, или Коперника. Одним словом, человека, который придает решительно новое направление, которое никогда не погибнет. В годы учебы в университете он познакомился со студентом Василием Петровичем Лободовским. Их связывала общность взглядов. Лободовский испытывал материальную нужду, и Чернышевский давал своему другу буквально все свои деньги, компенсируя свое материальное разорение беседами с ним о французской революции и других важных вещах. От Лободовского он узнал, что в России возможна революция. Потом заговорили о Пугачеве. На 3-й год учебы в университете он познакомился и стал общаться с Александром Хануковым. Он приобщил Николая к философии Фурье. Прочитав Фурье, Николай записал в дневнике: чтение Фурье не столько увлекает, сколько высекает собственные мысли. Николай особо не заружился с Хануковым, и это его спасло. Александр Хануков входил в тайный революционный кружок Петрашевского. 23 апреля 1849 года Петрашевского арестовали. Их обвинили в злоумышленном намерении произвести переворот в общественном пути России. Петрашевцы включали идеи европейского утопического социализма, основоположниками которого принято считать французских мыслителей Сен-Симона и Фурье. На собрании кружка обсуждались вопросы будущего политического устройства России, обсуждалось самодержавие и крепостное право. Члены кружка не только обсуждали проблемы и пропагандировали через печать революционные идеи, они не исключали также возможную организацию народного восстания. В 1849 году кружок был раскрыт, 39 его членов были арестованы, 21 приговорены к смертной казни. Впоследствии заменены каторгой и ссылкой. С конца 1849 года Чернышевский стал посещать кружок Иринака Ивановича Ебеденского. Николаю нравился кружок Ебеденского, так как здесь собирались образованные люди, которые волновали общественно-политические вопросы. В 1950 году Николай Гаврилович получил диплом об окончании историко-филологического факультета. Он начал работать учителем словесности во 2-м кадетском корпусе, но затем его направили работать в Саратов, где он был пойден в Саратовскую гимназию. В годы студенчества он проникся социалистическими идеями, атеизмом и материализмом. Саратовский период был коротким,
Там Чернышевский проработал всего 2 года, но оставил себе хорошую память. Его уважали за блестящие знания и творчество великих писателей России. В Саратове познакомился и женился на дочери саратовского врача Ольги Сократовны Васильевой. 29 апреля 1653 года состоялась свадьба Николая Гавриловича и Ольги Сократовны. В начале мая они уехали в Петербург. Следующая его веха жизни – это жизнь в Петербурге, 1853 год, 1864 годы. Этот период является основным его жизни. Приехав в Петербург, получил место преподавателя словесности в кадетском корпусе. Он также в это время сотрудничал с 2 журналистами «Отечественные записки» и «Современники». Николай Гаврилович приступает к написанию диссертации «Эстетические отношения, искусство и действительности». В 1855 году он защитил диссертацию, в которой утверждал, что цель искусства – воспроизведение жизни и ее объяснение. За нее он получил степень магистра. Многие писатели-дворяне не приняли диссертацию Чернышевского. Их отношение к ней выдал Тургенев. Он назвал его «поганой мертвоточиной». Писатели-дворян возмутила резкая критика Чернышевскому эстетики идеализма и теории искусства для искусства. Так, ну вот, Александр, вот что. Еще что, вы почти довели до ссылки, но еще там промежуток есть, но тем не менее, дальше ссылка, об этом было сказано, конец последние годы жизни, там что у вас есть? Есть, да. Ну, это последние годы жизни, то его направили после Вильнюсского ада, так. Без права выезда, получается, из Австрии. Так. Он там прожил 4 года, с 1885 по 1889 год. И последний год он, правда, ему дали разрешение переехать в Саратов, где он прожил 4 месяца. И там город. Ну, также он, кстати, когда он находился в Астрахани, ему запретили, как он хотел, попросил прощения, просьбу, он обратился к руководству, чтобы ему дали возможность публиковаться, печатать книги, так писать. Но ему запретили, поэтому он издавал свои книги под псевдонимом Андрей. И много работал, он выпустил под этим псевдонимом. Ну хорошо, спасибо. Спасибо. Так, следующий, пожалуйста. То же самое, 5 минут. У вас там Чернышевский в Якутии. Здесь примерно то ссылка говорили, что интересного там вы нашли дополнительно. Потом по увековечению памяти, что у нас в республике, например, какие-то примеры есть. Что вы нашли, пожалуйста. На картинке можете видеть публичную гражданскую сказку Николая Гавриловича Чернышевского. Это каторга, получается, после гражданской казни, и вот изображение самого Белинского острова. Можно, пожалуйста, сказать свет? Администрация Восточной Сибири, переводя Чернышевского в Близко, тщательно скрывала, что это являлось тюрьмой, а непосредственно не ссылкой. Это срок того времени, да? Да, это срок того времени, это тот самый срок, в котором содержали Чернышевского. Получается, царская власть очень избегала поминать слова «срок» или «тюрьма», хотя это было таковым. В условиях жизни в Белинском деле были очень суровые, пища была скудная и однообразная. Быт был убогий и неустроен вообще, и также были тяжелые климатические условия, как все знаете. В это время это было особенно тяжело. И Белинский остров в качестве жилого дома грубая тюремная мебель, скудная и однообразная пища, нищенская жизнь и физкультура окружающего населения. Таковы были условия быта и жизни Чернышевского в Белинске. Хочется добавить, что на содержание Николая Гавриловича было там несколько рублей, получается, в месяц. На это деньги нельзя было купить ни мясо, ни рыбы. И, соответственно, эти продукты он замещал в основном молоком и чаем. Хотя вот интересно упомянуть, что мясо там были проблемы с сохранением,
хотя у нас вечная высота, и надо было просто выкопать там пару метров землю. Ну, там, в общем, проблема. Далее хочется добавить, что Велический остров сам по себе был, там в Велическом острове имелась река и бескрайние леса, и также одного взгляда хватало понять, что это, соответственно, тюрьма. Формы и способы надзора Велической были продуманы еще далеко до Чернышевского, и он не мог уйти из своей квартиры без надзора и сопровождения жандармского унтер-офицера. Любые посещения приходили только с разрешения унтер-офицера или исправника. В ночное время Николай Гаврилович, за Николаем Гавриловичем неустанно наблюдали, и квартира на протяжении всей ночи была заперта. Вся корреспондента Николая Гавриловича строго проверялась на цензуру. С ним в одной квартире должен был проживать жандармский унтер-офицер, который повсеместно его сопровождал. Все эти предписания в отношении надзора Чернышевским каждодневно отравляли его и без того нелегкую жизнь. Хочется сказать несколько слов о попытках освобождения Чернышевского из Велического острога. Это были Равинский, за ним попробовал Лопатин, Клеменский и Мышкин. Каждый из них отличался ярко выраженной индивидуальностью, силой характера и даром располагать себе людей и умением дерзать, не считаясь опасностями. Павел Аполлонович Равинский предпринял этнографическую экспедицию в район Нерчинской каторги, в ходе которой он пытался подготовить способы освобождения Николая Гавриловича, однако подобраться к Равинскому близко к Чернышевскому не удалось, так как после раскрытия его замыслов шитинцев и сморгонцев власти предприняли усиленные меры по надзору за Николаем Гавриловичем. Затем следовала попытка Лопатина. Она была более тщательно продумана, нежели чем предыдущая, и с помощью якутских друзей Лопатин в течение января 1870 года собрал необходимые данные о Чернышевском, но тоже был, в общем, арестован. Последняя попытка освобождения Чернышевского была предпринята Мышкиным. Приехал в апреле 1875 года. План побега, приготовленный Мышкиным, был гениально прост. Явиться в Белист под видом жандармского офицера и сообщить о переводе Чернышевского в другое место ссылки. Также он при себе имел липовые документы, подтверждающие, что он является служащим. Но его план был раскрыт, и Мышкина отправили в Якутск с двумя казаками в сопровождением. Потом он попытался сбежать в лес, там была перестрелка, но опасаясь смерти из-за, как сказать, сырой зимы, он самовольно отдался властям. Сам Чернышевский считал все эти попытки организации побега бессмысленными, и эти попытки в итоге только усугубили его условия в жизни. И каждым разом условия становились все жестче и жестче. Сам Чернышевский писал, что вот тоже задумали. Мышкин приезжал освободить меня. Для чего это нужно? Неужели они надеялись, что я соглашусь на побег? Это никогда не могло быть. Также после перевода Чернышевского в Вилюйск стали зарождаться и распространяться слухи о его духовном угасании и даже умопомешательстве. Данные слухи были все, конечно, вымыслом. Чернышевский и в те времена много работал, много читал, в основном только делал, что читал и писал. Так, по увековечению памяти, да, что есть у вас? Немножко тогда пропустим. Да, в республике. С населением знакомства. Хочется отметить одну очень интересную деталь. Вот. В письме к жене 10 мая 1883 года Чернышевский писал:
Здешние городские люди и русские путы отдают на зиму большое число своего скота на прокорм путам. То есть богатые районы наши отдавали на прокорм бедным своих коров на зиму. Плата за это в продолжении долгой 8-месячной зимы составляла от 5 до 6 рублей. Слыша это на днях, Чернышевский пишет: я случайно припомнил слышанные перед тем расчеты о количестве сена, съедаемого коровой в зиму, и о ценах воза сена. Но берущие 5 или 6 рублей за прокорм коровы расходуют на нее столько сена, что к осени могут продать его за 10 рублей. А если бы сберег до зимы, до марта, то взял бы за него 20 или даже 30 рублей. Соответственно, вместо 30 они получали 5 рублей и считали это выгодным предложением. На что Чернышевский спрашивал их, они отвечали «да», и не понимали, что тут странного. И взявший корову на прокорм кормят ее в большой убыток. И потом собеседники изумлялись этому и говорили: а правда, большой убыток. Сам Чернышевский был очень добр к местному населению. У меня это неоднозначно повторялось. Так, еще что есть? В памяти... вот все 3 пути. Серафим Романович Плачков Лель посетил одну из своих поэм «Прометей» Николая Георгиевича Чернышевскому. Также у нас есть существует памятник Чернышевскому в городе Белинске, вот он изображен. И есть еще улица Чернышевского в городе. Это, короче, в 1948 году бывшая набережная, южная часть. Это в районе Чемсайского. Кросского тракта. И также существует Юридический педагогический колледж имени Чернышевского. Он по сей день работает. И было бы можно. Так, поселок Чернышевский есть. Нашли информацию об этом, нет? Да, и поселок Чернышевский. Да, это самое то, что республика сделала память. Вот великому человеку. Изображение поселка Чернышевский. На нем его портрет. Там, где Люйская ГЭС, самая северная в мире. Кажется, так. Люйская ГЭС. Так, все, да? Ну, спасибо. Да. Спасибо. Да. Так, я хотел бы еще... Виктор Васильевич, пожалуйста. Виктор Васильевич Шепелев, заместитель директора Института международоведения, главный редактор журнала «Наука, техника и пути», академик Академии Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Говорить очень сложно, потому что это был великий ум, великая личность, сочетающая в себе целый веер, что ли, способностей. Это был ученый, философ, литературный критик, литературовед, писатель. Он оставил после себя колоссальное наследие. К нему с глубочайшим уважением относились и Маркс, и Энгельс, его, в общем-то, современники. Кстати, вот тут говорил молодой человек о том, что пытались освободить Чернышевского. Так это, в общем-то, Маркс говорил: что ж вы русские, у вас такой человек сидит в тюрьме, а вы спокойно ездите по Европам. То же самое говорил Герцен, говорит, находясь в Англии, говорит, неужели нет русских людей, способных освободить этого великого человека? И тогда появился Лопатин, вот тот молодой человек говорил, Лопатин Геннадий Алексеевич. Это вообще удивительная личность. Он первый перевел на русский язык «Капитал»
Маркса. И когда он переводил первый том, не закончил его, когда услышал такую мнение Маркса о русских революционерах, он сам говорит, я поеду, я забыл. Вообще вот эпопея освобождения Чернышевского — это великое, в общем-то, великий подвиг они совершили. Это нужно снимать фильмы какие-то, в общем-то, вот, может быть, наших якутских кинодеятелей ориентировать на это, потому что удивительно, например, Лопатин, когда его арестовали в Иркутске, уже повели на суд, он, значит, говорит, ну там, значит, сидят судьи, жители Иркутска, пришедшие на этот суд. Он, значит, говорит, мне можно ознакомиться с делом? Ну, его, значит, отвели, значит, он сел и сам посмотрел в окошечко. Смотрит, там стоит лошадь, не привязанная. И мгновенно у него созрел план. Он, значит, говорит, что можно мне сходить по нужде. Ну, тот говорит, ну что, нужда есть нужда. Выделили ему одного охранника, вышли, значит, на него двор, он этого охранника толкнул, тот упал, он сходил на лошадь и ускакал. Ну, в общем, он такой очень серьезный был человек. Но мне кажется, что вот любовь к Чернышевскому, она связана, во-первых, с той идиллией, которую он нарисовал в своих произведениях, той счастливой жизни, которая ждет людей, если не построить справедливое общество. И я считаю, например, что это не совсем утопия. Люди, если будут идти по заветам вот, его произведений, то вполне возможно достигнуть когда-нибудь вот этого состояния, что они будут справедливыми, благодарными, очень внимательными людьми, и смысл жизни видеть будут не в том, чтобы купить себе машину, построить дом, дачу, а вы видеть смысл жизни в помощи близким, делать добро другим. Вот так мы говорим. Вообще, Чернышевского называли сеятелем великих истин. И мой доклад именно так называется «Чернышевский сеятель великих истин». Вообще, кто читал его произведения, наверное, обратил внимание, что афористичность у него уникальная. Афористичность — это, в общем-то, свойство редких умов. Это человек должен иметь аналитический такой склад ума, уметь обобщать и концентрировать мысли до краткости. И вот если посмотреть на афоризмы Чернышевского, то, в общем-то, удивляешься, что он обладал этим даром афористичности. Поэтому я хочу вам просто сейчас прочитать несколько его афоризмов, которые я почерпнул из отдельных произведений Чернышевского. А вообще тут спрашивали о детях Чернышевского. У него был сын, который, в общем-то, приезжал в Иркутск после смерти отца, посещал Вилюйск, он искал дневники отца. Дневники отца исчезли, дневники Чернышевского исчезли, как только он уехал. И, оказывается, их забрал какой-то жандармский начальник, и потом, в общем, хотел на этом деле, в общем-то, заработать, продать эти. И вот Михаил, сын Чернышевского, поехал в Иркутск именно для того, чтобы выкупить. Но вот я не знаю, нигде не нашел, удалось ему это, не удалось. Но теперь несколько великих истин. Послушайте, я хотел сделать презентацию, но оставил
Вернее, сделал, но оставил. Но на слух. Вообще удивительная вещь. Благосостояние общества уменьшается существованием невежественных, безнравственных и ленивых людей. Эти вредные качества в людях могут быть утрачены или устранены только двумя способами. Заботами о том, чтобы каждый человек получал надлежащее воспитание и обеспечением человека от нужды. Вот это первое. Второе. Богатство – это вещь, без которой человек может жить счастливо. А вот благосостояние – это вещь, без которой счастливым нельзя быть. Но благосостояние что это? Благо – это добро, то есть добро должен быть как человек, чтобы быть счастливым. Вот его афоризм, о котором я уже говорил. В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для других. Следующее. В правде сила таланта, а ложь губит самый сильный талант. Те, кто лгут, это бесталантные люди, так можно сказать. Никогда у них не получится быть талантливым человеком. В чем разумность уважения к ученым? В том, что уважение к ним – это лишь видоизмененное уважение к науке, любви к знанию, любви к истине. Деятельность человека, следующее, деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеей. То есть должна быть идея, тогда, в общем, человек будет уже ценной личностью. И раз ценная личность, то, естественно, его жизнь будет пуста и ничтожна. Седьмое, вот, его афоризм, который я считаю. Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души. Здорово сказано, красиво сказано. Следующее. Добро – это как будто превосходная степень пользы. Это как будто очень полезная польза. Тоже здорово. Знание возбуждает любовь. Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. 10-й афоризм, у меня всего 16, так что потерпите. Кем вот эти уникальные афоризмы? Афоризмы, они друг с другом перекликаются, смотря кто их говорит. Но мы учим Мишельского афоризма, который я не встречал подобия ни у кого. Ну, посмотрите, какой. Кто доволен, кем довольны все, тот не делает ничего доброго. Потому что добро невозможно без оскорбления зла. Здорово, да? 11-й афоризм, который я хотел вам читать. Кто не изучил человека самому себе, никогда не достигнет глубокого знания о других людях. Сначала надо познать себя, а потом уже познавать других людей. 12-й. Льстят за тем, чтобы господствовать под видом покорности. Это вид власти. 13. Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека. Без образования люди и глупы, и бедны, и несчастны. 15. Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ. То есть патриот – это человек, который служит народу. Ну, последнее. Одной честности мало для того, чтобы быть
правым и полезным. Нужна также последовательность в идее. Опять-таки должна быть цель. Тогда ты будешь полезен. Спасибо. Читайте. Спасибо. Вопросы, Виктор Васильевич? Так, вопрос, может быть, пока заживается. Спасибо большое, интересно было. Так, Валерий Владимирович, пожалуйста. Лепов. Заместитель директора Института систем проблем Севера, профессор кафедры философии Якутского научного центра, академик Академии наук Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Здесь затрагивались вопросы философа, писателя, и вообще человека, который огромное влияние оказал на российскую духовность и дальнейшую спровоцировал революционное движение в России, фактически. И о нем можно много говорить. Но я только один аспект затрону, может быть, два. Это сравнение его, например, с Толстым. Впервые сделал Луначарский в своей статье. Потому что, сравнивать, знаете, что Толстой был признан самым величайшим писателем тысячелетия, да, вообще. А Чернышевский мало известен, только в определенных кругах. Я сам удивился, когда узнал, что его в Америке там считают, в первую очередь, он в эмансипации огромную роль влиял, в определении новой модели семьи, отношений между половых, получается. Мне в школе было неинтересно Чернышевского читать. Нас заставляли, я что советскую школу закончил, и я только сны запомнил, там эти, как мы обсуждали, и смеялись над ним. А глубину его почему-то не затрагивали. Наверное, преподавание такое у нас было. И только когда я современного писателя Пелевина обычно читаю книжки своих писателей, я увидел 9-й сон Веры Павловны. Что это он затрагивает? Потом начал Чернышевского перечитывать. Глубокие мысли были. Писательский талант, конечно, с Толстым не сравнить. Почему и Толстой относился и к Некрасову, и Чернышевскому немножко снисходительно. Он уже был там граф, да, который имел свое мировоззрение, позицию, а в то время они были гимназистами, там, пахнущими клопами, как сам Луначарский писал, и, естественно, не могли произвести на него большого впечатления. Кружок Некрасова, куда входил Чернышевский. Если имя Льва Николаевича вписано громадным буквами в истории мировой литературы, то Чернышевского, как пишет Луначарский, вписано не меньшими буквами в истории мировой Октябрьской революции. То есть тут явная идеологизация и политика в советском государстве была. Поэтому, наверное, можно объяснить тем, что из современных хрестоматий Чернышевский был изъят. Незаслуженно, скорее всего. Именно идеология и политика очень сильно повлияла после перестройки и стали переформатировать все образование. И многие достойные произведения оттуда исчезли. И Луначарский, и Чернышевский сам очень лестно отзывались о Толстом как в будущем, о перспективах его как писателя. Мы знаем, что он философ был очень тоже. Толстовщина даже потом называли. Это русское крестьянство он обожествлял буквально. Христианство, хотя Чернышевский атеист. То есть Толстой остался на позициях раба Божьего все-таки. А с моей точки зрения, Чернышевский, он продвинулся, то есть к эмансипации, освобождению от Бога человека и переходу к философии Ницше, сверхчеловека. И дальше, к сожалению, это уже перегиб произошел у Адольфа Гитлера, который воспринял идеи Ницше буквально и начал формировать новую нацию, сверхнацию для людей. Из-за этого произошли огромные человеческие жертвы, и идеология фашизма в дальнейшем уже никак дальше не развивалась. В настоящее время, мне кажется, идет возврат. Мы не становимся не рабами Бога, а рабами природы, рабами Вселенной. То есть даже не рабами, а служителями. Мы должны служить Вселенной и нашей планете Земля, природе. Это возврат, то есть к языческой вере, новая религия, которая вернется, она опять идет возврат
от сверхчеловека к служителю, уже не к рабам. Вот это вот интересная позиция, которая прослеживается, кстати, через Толстого у современных ученых, я затронул также Эйнштейна. Он, когда Толстов в конце, вот, вначале он был благородным человеком, да, снисходительно смотрел на это рабочее движение, а в конце своей жизни он опростился более. То есть он понял, что в единении с природой, с народом, со всеми людьми и состоит истина. Вообще любое вдохновение черпается в единении. И вот Эйнштейн с ним сначала дискутировал, то есть был против, отвергал эту толстовщину. Ну, вы знаете, что Эйнштейн в первую очередь был философом, а только потом ученым. И вот это многие забывают. И основная суть его социальной теории относительности – это философия. Восприятие пространства совершенно другим образом, чем до него, классическое. То есть не классическая наука идет Эйнштейн, а чтобы переосмыслить классическую науку, нужно быть революционером, нужно быть сверхчеловеком. А вы знаете, что он был в Берлине, воспринял, конечно, философию и Ницше, и его предшественников, но отверг фашизм и был, в общем-то, гоним как представитель еврейского народа, уехал в Америку. Ну, к своим корням относился и еврейским, и германским уважительно. Ну, просто он ненавидел это движение, фашизм, войну. Он очень служак, когда начали маршировать по улицам в 30-е годы, он ненавидел их, вот этих. Тот, кто марширует вообще. Тот, кто устраивает такие вот драконовские меры дисциплины. Он за свободу, конечно, потому что творчество не нужно без свободы. Первое условие для творчества любого – это свобода. Ну, а с Тургеневым вошлись очень плохо, то есть не с Тургеневым, Чернышевским. То есть его заточили. Ему свободу не дали, и вот это сказалось на его творчестве. Вот второй аспект, который я хотел затронуть, это вдохновение и его зависимость от... Например, здесь вот есть такой тезис, да, об условиях плодотворной творческой жизни, если говорить, то Эйнштейн говорил, что человек не способен создать что-либо значительное, если он несчастен. И знает он это по себе. Но мы-то, если кто знаком с биографией Эйнштейна, знаем прекрасно, что он был глубоко несчастный человек. В семейном плане у него сын был психически больным и умер в психбольнице, в принципе. То есть говорит о том, что Эйнштейн был счастлив, это большое преувеличение, его большой обман. Ну и Толстой написал о Лукареве, находясь в глубоком отчаянии. Вообще многие произведения были созданы в некоторой грани. Даже в самом Чернышевском, говорю, он сидел в Петропавловской крепости 3,5 месяца и, значит, переосмысливал свои дневники, произведения, манифест следующего революционного движения. То есть тут сложный вопрос, в каком состоянии должен находиться человек, чтобы творить. То есть он может, это должен быть перелом какой-то все-таки. Какой-то переломный этап или кризис душевный, или взлет. Но они все связаны между собой. То есть это не спокойное существование мещанское, да, где мы там сытно едим и ездим на джипах. Совсем не то вообще. Ну, еще гениальность и сумасшествие, вот, может быть, немножко затронуть. Вот была очень популярна в эпоху тоже начала 20 века, это «Гениальность и помешательство», книга Чезаре Ламброза. И к Фрейду относился, он беседовал с Фрейдом, был практически личным психотерапевтом был Эйнштейна Фрейд, и они часто спорили, он не принимал эту идею. Ну, гениальность проявляется обыкновенно раньше сумасшествия, гораздо раньше сумасшествия, которое по большей части достигает максимального развития лишь после 35-летнего возраста, так как гениальность обнаруживается еще в детстве. Сумасшествие чаще других болезней передается по наследству и притом усиливается с каждым новым поколением. Это и из книги Чезаре Ламброза. Ну, и любую гениальность стараются всегда списать на сумасшествие. Вот мы видим на примере Чернышевского. Слухи поползли, что он сумасшедший. Да, и пускай эти слухи как раз из-за того, что многие гениальные люди близки к сумасшествию. Это действительно потому, что они пишут на переломе. Такая ситуация для многих была. Они находятся на переломе, на некотором крае, на ломе, когда можно испытывать сумасшествие.
Ну, это черта многих творческих людей. Так, ну, тут нужно еще закончить уже. О поисках смысла Эйнштейном, вот, Толстым и Чернышевским. Например, искать смысл и цель собственного существования или тварного мира в целом современным ученым вот, кажется абсурдом с объективной точки зрения. Это написал еще Эйнштейн. Вот кто-то задумается о смысле своей жизни. Зачем он живет? Вот с точки зрения ученого это абсурд. Почему? Потому что смысла может и не быть, но должно быть постоянное развитие. Когда вы осуществляете свое духовное развитие, вот, как Чернышевский говорил, что каждый человек должен получить образование и постоянно учиться. Вот почему Ленин тоже говорил учиться, учиться и учиться. Но он фактически повторял Чернышевского, что главное в жизни человека это уметь учиться. А тут сейчас человек заканчивает школу, да, и вообще забывает, как открывать книгу. Ну и там вот кто из вас постоянно читает книги? Новые книги. Вот есть люди, да, ну, мало людей, получается, читают книги, все читают интернет или WhatsApp. Вот в первую очередь я предлагал убирать вообще WhatsApp из телефонов ученых. Хотя некоторые не согласятся с некоторыми, потому что у них все это завязано, это с учебным процессом. Ну, вам очень отвлекает, и я такой шаг сделал, не пользуюсь. Ну, и еще, самое прекрасное, что только может выпасть нам на долю, это тайна. Стремление разгадать все это колыбели подлинного искусства и подлинной науки. Когда человек лишается стремления к тайне, его существование становится бесполезным. Он умирает фактически. Умирает духовно. Он становится мертвечиной, которую, то, что говорит там, Чернышевский назвали мертвечиной, на самом деле его произведение, то, что он написал, первую его диссертацию, да? Но он как раз пропагандировал переход, вот, тот революционный переход, который он предугадал его, начало 20 века. Революционный переход не только там, в сознании людей, это он был связан и с Эйнштейном, с революцией в умах, с этим вот экспериментом, который произошел в России. Ну, эксперимент может быть и неудачным, да. 70 лет огромного опыта. То есть он не может быть пустым. Он может быть неудачным, неудачно закончился, но он не был проведен зря. Это огромный опыт всего человечества произошел. Ну и мы, вобравшие в себя этот опыт своей жизнью, тот, кто советский период застал. Ну и заключение — это вдохновение, сопровождающее создание лишь литературных произведений, философские осмысления, создаются период острых переживаний, чувства неединения и в то же время одиночества, испытываемым писателями и учеными. Потому что человек очень одинок, например. Если брать вот их, они были одиноки. И очень редко находят в себе друзей. Вот, например, здесь он нашел друга Кондакова. Эйнштейн был вообще одинокий человек. Ну, а Толстое тоже, как вы знаете, о одиноком человеке. Но их одиночество — это единение со всем миром, со всей природой. Вот, спасибо, если вопросы есть. Спасибо, Валерий Валерьевич. Вопрос. Да, Виктория Власовна, пожалуйста. Творчество и свобода, да? Да. Творчество и свобода. Первое условие, да, для творчества. Да, вот я помню работу Бердяева, творчество, да? А как вот можете интерпретировать, когда говорят творчество и грех? У него тоже такое есть, у Бердяева? Да, человек должен осознавать, что он уже рожден греховно. То есть, потому что он более звездный человек. Если человек сбрасывает этот грех, он становится свободным морально. Человек греховное существо, да? Он перестает соблюдать моральные принципы и нормы. А если он чувствует, что он греховен, у него какой-то вот закон, так, вот то, что, о чем говорил Гегель, да, Кант. То есть то, что мы смотрим на звездное небо и на моральный закон внутри самих себя. Это две вещи, которым не перестает восхищаться, удивляться человек. То есть никто их не закладывал у нас, если даже быть
глубоким атеистом, можно их проследить в себе. Но там только есть определенные личности, да, которые совершают серию убийств. Это значит ненормальные люди все-таки. Ведь есть же закон не убитый внутри человека. Вот рука не поднимется увидеть живое существо даже. Хотя иногда такое осуществляется. Виктор Васильевич, пожалуйста. Здравствуйте. А есть. Вот Чернышевский говорил о том, что человек называется только тогда, когда он недоволен собой. Самодовольство – это конец жизни. Это уже регресс. Как вы относитесь к этому, скажем? Ну, правильно. На мой взгляд. Потому что вот эти вот, как я говорил, вот Толстой вообще полностью опростился. То есть он не относился к себе как к личности вообще. Он был народничеством с народом. А Эйнштейн, так, это не мой телефон. Белый. Это, наверное, важно. А Эйнштейн постоянно всю жизнь боролся. Он на людях делал там, корчил рожи, да, фотографировался. А на самом деле все время, в то же время говорил, что не любит вот этого вот рекламы, то есть своей гениальности, своей знаменитости. Но на самом деле использовал это. У него, то есть в любом человеке есть такое небольшое самолюбование. И с ним нужно бороться, конечно. Значит, вот это правильно, можно ли применить вот этот тезис не только к личности, но и коллективу, к партии, к стране? Да, мне кажется, можно. Потому что это вообще закон существования системы определенной. И вот те страны, которых мы знаем, самые развитые, они этого не делают. Но вот две большие восхваляющие страны, два полюса были, Советский Союз и Америка, они это делали в идеологических целях, конечно. То есть политика там работала. А когда просто на благо отдельного человека работает страна, как там взять Сингапур, она никогда не восхваляет себя. Хотя определенные достижения, то есть действительность не восхваляют. Это значит, братья, это значит преувеличивать свои заслуги, свои достижения. Да, да. Он слишком, ну да, согласен. Ну, прошу, вот еще там вопрос, пожалуйста, хотели, да? Или нет? Ага. Если выучиться, что? В чем вопрос? Ну, делиться это в процессе обучения. Ну, то есть можно накапливать знания только, да, там читать. А обсуждать с кем? Вы имеете обсуждение, да? Ну да. Обсуждать с близким человеком. То есть, почему вот одиночество у них было? Эйнштейна, например, свои теории обсуждать в конце жизни было уже не с кем. То есть его уровня людей не осталось. Он не создал школы такой даже. Так, Олег Валерьевич, у меня есть... великих людей также. Вы говорите о гениальности сумасшедшей, да? Да. Чернышевского, что сумасшествие как медицинский факт или вообще вы как странность вы имеете в виду? Нет, я имею в виду, что его пытались очернить, называя сумасшедшим. Вот из биографии, когда он находился в ссылке. Ну вот, нет, в вашем выступлении немножко вот так, вы не развели вот это дело. Да, потому что гениальность, она сходна по признакам внешним. Ну, как речь идет, о Ламброзе речь идет, гениальность, это понятно, а вот сумасшествие все-таки как медицинский факт, а не просто как странность человека. Странность это действительно присущая действительно всем крупным великим людям. А вот насчет сумасшествия, действительно, самом деле вы правы, это как его опорочить, его имя и так далее, и так далее. Вот как раз наш
Иван Михайлович Романов, ныне покойный, доктор исторических наук, он исследовал мировоззрение Чернышевского как раз в период Вилюйского заточения. Вот его книга здесь представлена. Вот там Иван Михайлович за эту книгу получил степень доктора исторических наук. Здесь он, один из моментов, это он отстаивает то, что, вернее, опровергает, отметает мнение о том, что Чернышевского именно угасание, творческое угасание произошло именно в этот период. Наоборот, здесь Иван Михайлович доказывает ничего подобного. Здесь он, будучи Вилюйской ссылкой, он занимался философией, именно философией. Ну и творчеством, писал несколько романов даже, несколько романов. Вот это никак не может говорить о том, что человек в творческом плане у него было угасание. Ничего подобного. Вот это он действительно споры с некоторыми оппонентами он это победил, доказал все это. А может быть потому, что вот когда мы говорим, в чем сходство, да, творчество и сумасшествие, да? Дело в том, что когда творческая личность нарушает нормы, да? А сумасшествие тоже нарушение нормы с точки зрения медицины. Ну нет, это сумасшествие, все-таки это медицинский факт. Все-таки это... что касается, вот я еще раз говорю, иногда странности действительно такие, которые могут и перенять люди как сумасшедшего, вот так далее. Но вот это с моей точки зрения все-таки надо различать. Вот это грани надо различать, безусловно. Безусловно. Есть список журналов, который выписывал Чернышевский, сидя в Вилюйском освоении. 25 журналов российских. Тогда не было интернета. Да, здесь большая литература у него, значит, он сейчас, тут говорят, что в нашей национальной библиотеке архиве есть, говорят даже. Вот, и его, то, что он пользовался вот этой литературой, книгами, журналом и так далее. А некоторые он отправлял туда, в центр, там отправлял, то, что он пользовался, ему прислали разные литературы и так далее. Вот. Он непосредственно в журнал «Современник» постоянно работал, отправлял свои произведения вот здесь сидя. Ну, спасибо, Валерий Валерьевич. Потому что вот современникам трудно представить. У них не было ни телефонов, ни телевизоров. И газеты туда приходили там с опозданием на год. Конечно, библиотека необходима во всем. И сейчас некоторые книги... Да, вот через жену свою, значит, и через сыновей он вот этими изданиями был связан, и они отправляли. Так, Петр Николаевич, у вас будет выступление? Пожалуйста, Петр Николаевич Жондоров, кандидат философских наук, преподаватель Якутской сельскохозяйственной академии. Пожалуйста. У вас просто не обозначено, поэтому тоже. Очень позднее же, да? Поэтому я, наверное, попытаюсь максимально мало говорить, насколько получится. Включи там. Да. Значит, максимально мало говорить же, да? Но в самом деле я пришел сюда не для того, чтобы про Чернышевского выступить, да? А по интеллигенции. Хотя бы по той причине, что Чернышевский был же левым интеллигентом, как говорится же, да? И в самом деле хорошо, что я выступаю, можно сказать, последним, потому что для меня тут хорошо выступили про Чернышевского. Я далеко не фанат Чернышевского, да? И дело же во вкусе, так сказать. Если я, например, чуть-чуть там Достоевский, например, еще кто-нибудь там, да вот Пушкин, например, Лермонтов, тоже они. И поэтому то, что в детстве, например, Чернышевский и так далее, великий, это, наверное, может быть так, да? Но вот, на самом деле, если призадуматься, то 1928 год, получается, если 190 лет прошло. Даже начало правления Николая II, и если я не ошибаюсь, он родился приблизительно в те годы, когда Лев Толстой был уже, да? Но жил он, конечно, короче по Толстого.
И у нас, например, в нашей республике Тбилиске, когда ссылки был же, да, я сам, например, только лишь один раз был в Тбилиске, в 2012 году, на довольно долго. И там, например, от скуки заглянул в их музей, да, очень роскошный, большой музей Чернышевского называется, а там уже он вышел, видимо, из моды, и коморка какая-то была, да, причем очень плохо обставлена, и вот, мол, там, что связано с Чернышевским. Все остальное было очень богатый краеведческий музей. Как раз там и Кондаковы, и Гарбушевы, все такие, да. Причем все русской национальности, казаки. Я, например, для себя большим удивлением отметил, что фамилии совсем русские, казалось бы. Чуть ли не Девичковские и так далее, а начисто там же, да. Ну, потом, конечно, вспомнил, что Тбилиси — это казачий город. И обиучивание и кодификация произошла только в 20 веке. И сейчас, например, этот город, в отличие от Иркутска, сохранил многие следы старины, очень добротные такие, деревянные хорошие дома, они такие полусгнившие, как нас были когда-то в Иркутске. Но сейчас уже и нет таких, все разнесли и застроили новые. А у них там все еще пока уцелело. И это, кажется, дома конца 19-го, а может быть даже и середины 19 века, несколько там улучшены и так далее, да? Вот такое. Я сейчас хотел бы несколько слов сказать по поводу интеллигенции, да, почему? Ну, потому что, значит, все эти вот Герцены, Чернышевские, там, Толстые, Достоевские, Ярославские и так далее, политики, литераторы, ученые, там, состоявшиеся, несостоявшиеся, журналисты, революционеры и так далее, да, они же были не в средние века, а в 19 веке, который плавно перевез в 20 век. А 20 век для России действительно судьбоносный, потому что Российская империя рухнула, и 70 лет был советский эксперимент же, да, знаменитая модернизация. А нынешняя Российская Федерация сама, честно говоря, вообще ничего не создала. Все советское взяла, и только лишь этим пользуется же, да. Так, поэтому очень, хотелось бы обратить внимание на то, что чьи, например, имена, так сказать, реально продолжаются, на кого ссылаются и так далее, да? Но почему-то особо не на Чернышевского, да? Ну, потому что мало шарма, наверное, может быть, или как какой-то тускловато, честно говоря, такое ощущение выглядит человек, да? Или до конца не оценен. Почему, например, самопоют Достоевского, хотя если их сравнивать, это совсем диаметрально противоположные позиции. Яростный шовинизм там, да, ну что скрывать там, да? Потом такое взвинченное и нездоровая психика, например, у великого Достоевского же, да, однозначно. Но однако же он все-таки читаемый. А вот, например, книжный магазин, посмотрите, что там от Чернышевского-то есть. Вообще никто, ни одной книги, наверное, по-моему, нет, скорее всего. Потому что если посмотреть, например, то тут 2-3 книжки, там Лев Толстой лежит, так, может быть, кто-нибудь и купит. Достоевский, например, там несколько экземпляров, да? Ну и, конечно, много-много-много хлама, да, который обязательно раскупается. Следовательно, выбор тоже сделан, можно сказать, да? Так, но ведь эти люди же, фактически речь там шла, наверное, о том, что, как к ним отнесется в 20 век, так как они умерли в своем веке, и традиция пока еще продолжалась, а не то, как мы сейчас к ним относимся, да? Отмечаем 190 лет и так далее, да? Ну хорошо, что хоть это есть. Вот я сейчас чуть-чуть с отрывками, да, с большими, немножко прочту несколько фрагментов, которые касаются нашей интеллигенции, да? Причем я постараюсь максимально коротко, потому что здесь длинновато, к сожалению, я не думал, что много буду говорить там и так далее, да, чтобы не полчаса читать. Ну, мое выступление посвящено периоду, который охватывает лишь несколько лет, да, 1918 и 1923 год, то есть первый год установления советской власти в Якутии и до окончания гражданской войны в нашем крае. Как известно, именно в эти несколько лет страна в целом, Советская Россия, да, перешла от монархии к республике, установилась однопартийная диктатура, к власти пришли левые политические радикалы, которые осуществили в 30-х годах довольно успешную сталинскую модернизацию общества, да, через коллективизацию, через индустриализацию. Социальная структура общества радикально изменилась, одни классы и группы исчезли, другие появились, социальные статусы и роли изменились. Русская революция была делом интеллигенции. Такой стереотип появился уже тогда и разделяется немалой частью интересующейся публики сейчас.
пусть и не вся интеллигенция оказалась задействована в революционных событиях, преобразованиях, но в отличие от, например, дворянства, буржуазии, духовенства, казачества, именно для этого слоя наиболее характерны были оппозиционные настроения по отношению к действующей власти. Ну, тогда это царская власть, да? Поэтому интеллигенты оказались очень затронуты февральскими и октябрьскими переворотами. Не только потому, что они это решающие перевороты, да? Петр Николаевич, да, извините, то, что дальше уже немножко не по теме, как вы хотели связать то, что вы сейчас хотите сказать с Чернышевским? Хорошо, давайте. Значит, я просто хотел бы так сказать, да? Ну, улица Чернышевского музея, там, и вот этот поселок, который в Мирнинском районе и так далее, да? Это, например, чья линия это продолжается? Значит, в 20 веке было Чернышевский или это, как говорится, да? Или, может быть, все-таки это кто-то другой там, да? Перед Маркс и Энгельс, например, там же, да? Даже это далеко не Герцен же. Уж тем более не Лермонтов, не Пушкин, там, не Достоевский и так далее, не Лев Толстой. Следовательно, я бы так сказал же, да, что эти люди были интеллигентами, вот Чернышевские и другие же, да, и мыслящие одновременно с ним. Потом некоторые, которые имели успех в 20 веке, да, власть взяли, они, например, что-нибудь, наверное, какие-то дали вложения Чернышевскому делали, но, однако, не он был их кумиром. Фактически получилось, например, так. Этих людей победила, мне кажется, практика. И Чернышевская, и всех других. Потому что одно дело, когда ты сидишь в Остроге, там, и выписывая 20 журналов, там, да, с кем-нибудь общаясь и так далее, и от будущего освобожден от всяких вот этих, моментов, скажем же, да. А другое дело, когда ты захватываешь власть, вот как Ленин, например, Троцкий, или тем более Сталин же, да, и уже сталкиваешься с совершенно другим. Поэтому, например, почему-то нет улиц Бунина, например, Ивана Бунина, там, или еще Фета и так далее же, да, но ведь эти люди были талантливы же. Поэтому, например, мне кажется, что вот этот Чернышевский, например, конкретно давайте о Чернышевском, потому что здесь вроде 190 лет про него же, да, так кто он все-таки такой, да, литератор ли? Или, может быть, он философ, или кто он? Потому что это разные, по-моему, сферы общественного сознания же. Если он литератор и так далее, то не настолько уж большой след литературы получается же. Все время его почему-то не упоминается. А если философ, например, не знаю, например, русская философия не является ведущей же, это хорошо известно. 19 век и что? В 20 веке уже не было философии, так как марксистско-ленинская философия под русским контролем находилась. Поэтому, наверное, скорее всего, здесь когда-нибудь, если вообще это будет же, да, переосмыслят роль вот этих Чернышевских и других, да, и посмотрят на них, может быть, как на людей, которые были одновременно и писателями, одновременно и философами, а больше всего они уже были оппозиционерами, революционерами были же. Коли не были они революционерами, то я уже не думаю, что кто-нибудь сюда стал 190 лет и так далее отвечать. Так, Петр Николаевич, может, перейдем к вопросам? Давайте вот, вы там получите возможность еще добавить. А вопросы? Скорее нет, потому что время позднее. Скорее нет, потому что время позднее. Ну и это у вас своя меняйте подход. Почему вы озвучили как раз вот это тоже для того, чтобы вы могли... Просто, скорее, тезис такой. Вы руководствуетесь таким соображением, что практика является критерием истины, да? Нет, не обязательно. Но просто практика, потому что все побеждает. Потому что одно дело, когда идеал, планы, да, а то, что на самом деле реализовалось. То есть Чернышевский не реализовался? Раз он полностью реализовался, конечно же нет. Мы же видим, что произошло, что было, например, 70 лет, и что сейчас, например, фактически. Понятно. Хорошо, спасибо, Петр Николаевич. Так, те, которые хотели выступить, Виктория Владимировна, еще коротко. Кандидат философских наук, Иркутский Северо-Восточный федеральный университет, заведующий лабораторией. Здравствуйте. Я хотела немножко добавить быстренько, да.
Есть работа Чернышевского, по-моему, эту работу не упомянули, это эстетические отношения искусства к действительности. Да, это магистерская диссертация Чернышевского, которую он защитил в 1855 году. И именно в этой работе он создает новую концепцию эстетического. Об этом говорили, да? Владимир Петрович говорил, говорили, да? Ну тогда... Ну, ваш подход, может быть, здесь Здесь, тогда, если мой подход, да, вот интересно мне было именно определение Чернышевского, что такое прекрасное. Вообще, понятие прекрасного – это очень сложное понятие, потому что у каждого человека свое представление о прекрасном, да, поскольку у каждого человека свой вкус. И он говорит о том, что прекрасное – это есть жизнь. Но как он понимает жизнь, да? Здесь вот он дает, я заметила 3 основных момента. Первое – это то, что разнообразие в жизни, то есть жизнь разнообразна, и вот это и есть как раз прекрасное. Да? Второе – это относительность, да? То есть понятие, он пишет, что понятие прекрасного относительно, то есть опять же это понятие не может как-то универсально вот так взять и определить, да? И поэтому он критикует Гегеля, как он понимает прекрасное, да? И потом третье, на мой взгляд, вот, он же там не только прекрасное рассматривает в этой работе, он рассматривает все эстетические категории. Это получается такие категории, как возвышенное, комическое, трагическое, да? И особенно вот, мне как запало в душу, да, как он рассматривает, как он рассуждает о трагическом. Ведь судьба Чернышевского, если посмотреть, это же трагическая судьба. И тут он говорит о том, что такая мысль была у него, да, что трагическое – это когда человек очень деятелен, и своей активностью, своей деятельностью, да, он нарушает вот эту вот как бы норму, да, жизни. И как даже тут получается из-за того, что он действует, и его воля у него имеется, у человека, да, и происходят какие-то вот непредвиденные обстоятельства, то есть которые он вообще не хотел, да, но это так получилось, и пострадали из-за этого другие люди. Вот это и есть трагедия, да, то есть одно из таких понятий. Но это сумасшествие, да? Ну, это вот как раз революционер же получается, да, как раз его судьбой, его, как бы, сегодня это же, это как раз тут появляется понятие ответственности, этическое понятие появляется. И он тут очень хорошо, как бы, связывает эстетику и этику, этическое, да. И следующее, что очень кратко, да, вот почему я к Чернышевскому обратилась, да, потому что для меня сейчас интересно, значит, понятие, вообще, если он говорит прекрасное, это относительное понятие, то мы можем вывести понятие прекрасного на севере, или северная красота, северная как бы, красота, прекрасная на севере, да. И здесь вот как раз очень много можно, мне кажется, нового, или что еще не написано, да, можно здесь исследовать, что-то новое внести. Ну, это я уже обращаюсь к аспирантам, магистрантам. Это интересно. Интересно, красота на севере, северная красота. Здесь тоже по-своему действительно надо уметь видеть, оценить. Да? Вот как раз, извините, да, позавчера я ехала, вынуждена была поехать на тот берег, да, за посылкой, да, и обратно еду и вижу там солнце, огромное солнце, почему-то вот так показалось, да, и лошади там пасутся, да, и получается, вот я сфотографировала, несколько кадров сделала, просто очень красивые кадры получились. Я просто сама удивилась, что насколько у нас красиво. И солнце, да, и природа вот красивая. Вот. Ну, сейчас вот недавно по холоду конференция была, да? А то мы все время думали, наказание, Бог нам наказал, понимаете, тут сюда. Вы на север нас, значит, вот Бог определил
самом деле на конференции, да и вообще, тут уже как свой наш бренд получается, бренд. Холодом лечит, много чего положительного, так что тоже здесь умейте как бы неудобство, преимущество позволить свой, как бренд свой. Ну ладно, спасибо. Здесь очень много молодежи. Вот, да. Ну, в таком духе Виктор Иванович, желаю разработать действительно вот эту линию, эстетику севера. Так, ну, наверное, нам надо сейчас завершать. Очень мы много сидим, но были очень интересные выступления. Давайте в двух словах мы, как организаторы, немножко впечатления, пожалуйста. Ну, мы сегодня только вкратце ознакомились с литературным творчеством, это на основе этого романа «Что делать?». Вообще, вот когда я говорил о четвертом сне Веры Павловны, мне кажется, он какой-то очень оригинальный провидец, что-то близкое к шаманству. Потому что, вот помните, у якутских классиков там тоже часто звучит шаманская тема и предсказание будущего, да? То мне кажется, вот какие-то просто переклички у меня пошли, и он еще попал к нам в такую глубинку, в Вилюйск, да? Поэтому, мне кажется, его творчество еще до конца не разгаданное и очень оригинальное. То есть вот эти модернистские идеи очень свежие сейчас, потому что эпоха модерна в Западной Европе, в западном мире заканчивается, а мы только одной ногой вступили в эпоху модерна вот сейчас, да, получается. Но, правда, что нас ждет в будущем, это вот интересный вопрос в плане культуры, а у идеи Чернышевского, отраженные в литературном творчестве, тоже весьма оригинальны и требуют своего исследователя. Спасибо. Ну, я в двух словах тоже вот что скажу. Вообще в науке своя закономерность преемственность. Идеи, концепции, теории вдруг не возникает. Здесь своя история, своя основа, своя почва для того, чтобы возникли эти идеи. Вот. И в этом смысле то, что мы обращаемся к прошлому, историческому нашему памяти, 19 век, в частности, вот Николай Григорьевич Чернышевский, это великая фигура русской мыслитель, философ. Он в 19 веке у нас много миллиардов писателей, художников, композиторов, сколько угодно, 19 век имеется в виду, я имею в виду Россию. А вот философ центральной фигурой является Николай Гаврилович Чернышевский. При всем моем уважении ко всем другим религиозным философам, революционным демократам и другим, которые материалистам, центральной фигурой, все-таки русской философии 19 века является Чернышевский. Что это означает? Это означает те идеи, которые он выдвинул тогда, те идеи, которые за это боролся, он за справедливость против царизма. Вот. Теперь спрашивается, какие-нибудь последствия вот этого, какие-нибудь влияния потом имело или нет? Я думаю, да. Почему? В 19 веке Чернышевский и другие против царизма. Этой системы против монархии, как вы знаете, февральская революция 19 века рухнул царизм. Что за система это была? Против этой системы, значит, чтобы боролись Чернышевский и многие другие. А вот эта система царизма, монархическая система, сейчас в современном мире встречается в Сирии, Ирак и других странах, которые какая система создана, как народ живет, какая миграция пошла, все это из-за этого, какие войны идут, в какой-то определенной мере здесь монархические системы привели ко всему этому. А Чернышевский и другие боролись именно против монархической системы тогда. Вот. А дальше идет социализм.
Что социализм у нас в России дал, это вам известно. Так, за 74 года. А у нас этого нет. Но в мире возьмите социализм. Это Китай. Это и есть социализм. Что есть? В какой-то мере я вижу преемственность из-за того, что тогда вот они боролись за эту систему, за справедливость, чтобы народ жил по-человечески. Вот это реализуется. Вот это последствия чувствуется. Сейчас недавно я привел слова Чернышевского. И якуты будут жить по-человечески. Разве не так сейчас? Действительно так. Это пророческие слова Чернышевского, когда изучал действительно жизнь народа, людей. И как он восхищался, даже я привел его слова, и якуты дорогие европейцев, что якутские дети очень хорошо учатся. Вот это для нас предметом гордости, когда русские, когда в те времена приезжали, а у нас очень хорошо писали, и других писателей, у других тоже такие идеи, мысли. Для нас является как бы стимулом, предметом гордости. Их вызывает уважение этим людям, которые здесь у нас бывали. Так что, я думаю, Чернышевский интересен не только как история, но и актуальность. Вот выступление сегодня очень хорошо прозвучало. Только что вот мой коллега в этом, в частности, как о Чернышевском, как о писателе, сказал. Ну вот, так что... Один вопрос модератора. Да. Слушаю. Ну, в смысле, так, модератор, что на этот вопрос отвечает Алексей Георгиевич Иванович. Чернышевский посидел за стенкой, как он говорит, и за стенкой он был, потому что его пытались освободить. Хватит. Вот вопрос, 27 лет он. Если бы он не был революционером, 27 лет это как раз самый такой продуктивный период. Он в 30 лет был. 33, да? 33 года, да, а вышел стариком 58 лет. Вернее, 61 год. Если бы вот эти 27 лет он работал в нормальных условиях, он сделал бы больше или меньше? Если больше, в каком плане? Как? Где-то я слышал информацию, что он отозвался о своей отсидке Вилюйской как самые счастливые годы в его жизни. Да, но связано это и с молодостью, да, самым продуктивным периодом его жизни. Но говорят, перед тем, как устроить ему гражданскую казнь, ему советовали покинуть Россию навсегда. Вот еще такое условие было. Но он выбрал остаться здесь, да, в России. Ну, на этот вопрос трудно ответить, что было бы, если... Ну, вот что, действительно трагическая судьба этого человека. Я иногда даже сравниваю его Томмазо Кампанелло, это эпоха Возрождения, итальянский мыслитель, ученый, один из основателей утопического социализма, автор работы «Город солнца», который 27 лет в тюрьме был находиться. А вот Чернышевский более 20 лет. Каторга, ссылка, тюрьма. В какой-то мере я его сравниваю с Кампанелло. А Кампанелло, Томас Мор за что боролись? Они боролись за справедливую, за лучшую жизнь. Ну, своими методами и так далее, писали сколько угодно. Они вот в 19 веке то же самое. Примерно такая мечта, такая борьба и упорная
отстаивали свои идеи до конца, как говорится. Они не сдавались. Когда Чернышевского говорит помилование, сам хочет вас помиловать, а для этого что прошение требуется. Чернышевский отказался от прошения, от помилования. Это что? Это принцип. Вот иногда вот я молодым говорю, аспирантам, что в науке надо быть тоже вот таким твердым, упорным до конца, если вы убеждены в этом. Как Жаданом ровно я говорю, который стоял на костре, когда стоял, говорит, все-таки земля вертится, и он говорит, что сжечь это не значит опровергнуть. То есть, если вы хотите опровергнуть позицию ученого, пожалуйста, аргументы, доказательства. Только так. На таком уровне, такими словами надо вот бороться с ученым человеком. И вот трагическая действительно судьба. А если бы действительно, он не мог, закономерно не мог иную судьбу, поскольку в те времена его работа и деятельность, современники, земля и воля и так далее, борьба против социализма и так далее, закономерно привели именно к такому, потому что государственный преступник номер один, именно так. Его жизнь привела закономерно его идеи, его борьба к этому исходу, безусловно. Но если просто предположить, если вы действительно не так получилось, я думаю, вообще даже трудно образовать, каким он гений. Но он гением и был, и остается. Вот. То, что он сделал, это уже все на все века. Так.